Здравствуйте, уважаемые телезрители, наши радиослушатели. В эфире прямая линия с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. В студии Рина Цичоева и Лайла Цурова. Добрый вечер. Мы приветствуем вас в студии национальной телерадиокомпании «Магаз». С минуты на минуту к нам присоединится глава нашей республики Махмуд Али Калиматов. А наш коллега Зелимхан Калоев сейчас находится со специалистами в Центре обработки и приема сообщений и вопросов от жителей республики. В этом году совпало два важных события. Глава республики сегодня провел пресс-конференцию с представителями СМИ на площадке ГТРК «Ингушетия». Ну а сейчас прямая линия уже на национальном телеканале «Магаз». Формат традиционный. Махмуд Али Калиматов в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. И, уважаемые телезрители, в нашей студии сегодня присутствуют руководители министерств, ведомств, а также главы муниципальных образований. 2023 год – это год, когда перед нашей страной встало много новых вызовов и испытаний, с которыми Россия блестяще справляется. Мы уверенно отвечаем на все вызовы. Наше общество стало более консолидированным. Мы достойно отвечаем и исполняем все данные поручения. В рамках национальных проектов, исполнение которых на личном контроле главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова республика вносит свой вклад в развитие нашей страны. Сегодня мы, как всегда, будем говорить о многом, затронем практически все сферы. По опыту проведения прямых линий мы прекрасно понимаем, что социальная сфера всегда в приоритете. Итак, в прямом эфире в студии телеканала «Магаз» глава Ингушетии Калиматов Махмуд Али Макшарипович. Уважаемый глава, рады приветствовать в нашей студии. Также. Спасибо, Добрый вечер что пришли. всем. Спасибо, присаживайтесь. Вопросов будет много, надеемся, Пожалуйста. большую часть мы из них охватим. Вот, поэтому прежде всего вам слово. Спасибо. Ну, хотелось бы вкратце сказать в целом о состоянии дел, так скажем, всего вектора нашей республики. Он сам по себе, можно сказать, мы к концу году, к Новому году подходим положительно, потому что если брать на сегодняшний день основа нацпроекты, у нас более 70% кассовая и контрактация там за 90 под 100. Поэтому это первое, потому что для нас очень важно, для республики, нацпроекты. Это улучшение наших условий для детей, школьников, в детских садах и в больницах, а также и ремонт школ, который мы сделали. Мы на сегодняшний день ни один объект, так скажем, мы его не затормозили, не закрыли. И это самое важное, потому что нацпроекты для нас очень важная составляющая. В свое время президент Владимир Владимирович Путин, когда определял нацпроекты, я думаю, очень важное было, и оно касалось всех уголков нашей Родины. Раньше как было, ну, не в обиду, кто сноровистей, губернаторы или глава ездил, ну и как договориться, тот объект, этот объект. А тут просто по надобности, по требованию, предложениям субъектов, сами мы предложили, что нужно, и президент в этой части были выделены средства, на которые мы и строили. На сегодняшний день, можно сказать, 19-23 год, вот, можем сказать, что у нас 26 школ построено, введенные новые. У нас около 20 отремонтировано, более 25-6 детских садов. Кроме того, дома культуры, ремонты домов культуры, те, которые не ремонтировались и 40, и 50 лет. Поэтому мы можем сказать, что это на благо нашей республики, на благо наших жителей. А все, что мы делаем, это для улучшения жизни и условий наших жителей республики. И, естественно, когда касается детей, тем более. Есть у нас на сегодняшний день потребность в здравоохранении, поэтому проект у нас готов
для объединенной больницы на 450 коек и на 250 посещений поликлиник. Значит, у нас есть проект, у нас есть отведенная специально земля, не обремененная ничем. И, кроме того, если брать, что самое важное, у нас есть и экспертизу мы прошли, проект и экспертизу. То есть на сегодняшний день эта больница где-то оценивается деньгами где-то более 14 миллиардов. И поэтапно, я думаю, с 2024 года там движение будет такое, чтобы мы начали ее строить. И поликлинику тоже. Если брать самое важное для нас, это вода, то есть для жителей тем более, то у нас есть проект, есть экспертиза, это Асинский водозабор, который, я думаю, с 2024 года, надеюсь, нам будет финансирование там выделено, и мы поэтапно его начнем строить. Насколько я знаю, что до 2028 года поэтапно, насколько я помню, Хуснуллин согласовал это с руководством страны, и у нас такой график нам прислали. Вот как мы должны делать. В любом случае, в силу того, что у нас вода, она нужна вчера и сегодня, поэтому мы в этой части еще стараемся. Если Кантышевский водозабор, мы там и насосы, и необходимые сейчас выделяем там 50 миллионов нам нужно, чтобы полностью зациклить. Это малозаметная такая работа, но мы ее, к сожалению, надо ее больше, чтобы люди понимали, что это сложный вопрос. У нас водохозяйство запущено очень, если не сказать хуже. Понимаете, вот эти все года им не занимались. И у нас мы закупили более 52-53 только насоса в республике. Это через фонд развития республики. Сети-то старые. Мы даже можем подать, там, например, 40 кубов, 50 кубов, но если мы увеличиваем, например, в сторону Малгобека, ну, не выдерживают старые водопроводные трубы, и они просто разлагаются. И кроме того, и построены некоторые даже новые, это вот как у нас, за каналом так называемое место, там просто действительно новые, там 6-7 лет, да, а не больше там они. Но, к сожалению, труба по диаметру-то нормальная, а на самом деле она тонкостенная. И она не выдерживает давления. Если брать по Терскому хребту, вот Малгобекский район, мы поднимали архивы и где-то скважину хотели. Но там даже нет ее где добывать. Понимаете, мы же тянем с Асинского и с Кантышева в сторону Малгобек, понимаете. Поэтому там сложности есть. Но в любом случае большой проект мы сделали, и он будет, думаю, что достроен, и для этого у нас есть возможности, правительство нас поддерживает, и тем более мы стараемся вот эти автомобили, водовозки, мы их заказывали специально, не просто вот так вот водовозку купить. Мы их сперва рамы купили, там, машины, потом там покупали цистерны, их потом специально для воды устанавливали. Мы их ждали 2-3 месяца. Потом, чтобы у нас как-то неправильно не использовали их, мягко скажу, мы там надпись сделали по полметра, что это машины спец-АТП правительства, чтобы не было нечистоплотных мыслей даже. Ну и, конечно, сейчас мы с Сунжи ведем строительство очистных сооружений. Это там более 7 миллиардов. Первые две очереди — это Троицкая, Карабулак. У нас там работы идут по плану в Назрани и Магасе. Ну и какая-то часть там Малгобеки. И они их там не достроили или там, я не знаю, вот сейчас Муса Исаевич спросить, куда дел, не знаю, да? Много вопросов возникает. То есть, нам, у меня лично и правительство
У нас нет такого, что на кого-то ссылаться, вот они сделали, не сделали. Мы просто делаем свое дело. А там пусть разбираются правоохранительные органы, если на это есть основания и тому подобное. Мы обязаны сделать, и мы делаем. Потому что для этого мы обосновали, нам выделили деньги, и деньгами мы обеспечим, надеюсь, вот все эти вопросы. Инвестиции к нам и компании к нам идут. У нас на сегодняшний день около 40, я думаю, портфелей, готовых к нам прийти. И так как я руковожу инвестиционным советом, вот мы последний раз заседали, у нас как раз вот завод закладывали, вот мы камень ездили в Карабулак, это завод очистных сооружений. Это как раз перекликается вот с тем, что очистные сооружения строим, но и в то же время руководитель там Алексей Александрович, он мне проинформировал, что они еще обследовали наши очистные сооружения и в Магасе, и в Назране. И я думаю, правительству надо с ними поработать. Какую-то реконструкцию, улучшение они готовы делать. Надо, Тимур Наилевич, надо с этим заняться и с ними соприкасаться и делать. С Малгобеком уже будем разбираться, наверное, только правоохранительные органы. Надо все материалы поднимать, значит, собирать их и направлять. Потому что нельзя средства, которые выделены жителям, для жителей, для республики, просто чтобы они исчезали. И у нас виноватых не найдешь якобы. Каждое незаконное действие имеет лицо, человека. Вот пусть отвечают. Я в целом хочу сказать, если брать главные нас проекты, если мы говорим о дорогах, они у нас, мы первое, второе место занимаем уже 4-й год, в действительности, и у нас качественные, региональные, я имею в виду. Но у нас вопрос возник, я думаю, и будет такой вопрос, это федеральная трасса наша, которая у нас беду, Росавтодор, который строит. Вы знаете, мною было направлено и в прокуратуру республики, и в Генеральную прокуратуру. Я знаю, что возбуждено дело, будут расследовать. Это должно быть в действительности расследовано, потому что эту дорогу должны были в эксплуатацию ввести в 2020 году, в декабре. Но АВОЗ и ныне там, понимаете? Поэтому очень неудобство. Кроме того, там даже есть у нас и аварии, которые несут с собой гибель людей. Это вообще недопустимо. Поэтому месяц назад буквально я очередное совещание я уже проводил с заместителем или северокавказским Росавтодор Лукашуком. Совещание было, и нами было доведены достаточно твердые позиции наши, что дорогу надо все-таки делать, и надо к этому относиться посерьезней. И в этой части мы специально в правительстве говорили, Владимиром Владимировичем, значит, вот после возвращения из Москвы мы опять вернемся к этому вопросу, и, наверное, я думаю так, нам надо будет, Игорь Анатольевич, проехать по этой дороге. Вот взять Лукашука и вот с ним вот будем ехать и показывать ему, что ж они наделали такое. Потому что это наш участок, очень короткий. Ну и там замечания у нас были в части разворота, где Троицкая выезжают, значит, надо ехать вправо, потом разворачиваться. И мне там доказывали года 2 назад, что вот там это федеральная трасса, там нельзя светофоры, ну она как бы вот так вот. Ну я посмотрел в других субъектах, не буду говорить, конкретизировать, но там и светофоры, и, пожалуйста, тебе и лежачие полицейские и тому подобное. Почему-то в Ингушетии нельзя, понимаете? И разворот, когда вы едете со стороны Кантышева, то есть мы должны в Назрань заехать, выехать, а на самом деле там почему-то не предусмотрели ни круг, ничего. Это мы тоже вопросы эти поставили. То есть мы занимаемся этими вопросами, но, понимаете, проект
который никто в него, ну, опять не хотел бы ссылаться, не знаю, как его согласовали в республике у нас, вот, но он согласован, понимаете, они не отступили от проекта, да, у них проект такой. Но я думаю, что надо было учитывать специфику. Ну, и есть другая сторона, вот части там по придорожные строения земли, которые подведомственные муниципалитетам или гражданам. Я уже высказывал свое мнение, да, и есть такие факты, что у нас там более 150 было там участков, строений, а сейчас они дошли до 500. То есть нечистоплотные люди, они через суды вот эти обременения поставили. И это, а что это такое? Это надо выкупать. То есть, опять же, не Автодор, они соглашение с финансовой компанией, которая находится в Краснодаре, мы это выясняли. Но в любом случае у нас прокурор республики держит это под контролем и надеюсь, что спрос будет с них. Потому что мы действуем в рамках права, мы действуем в рамках законов, или гражданских арбитражных, или уголовных процессуальных. Мы в этой плоскости и работаем. Поэтому сегодня очень много таких фактов, где требования к бюджету, к собственности муниципалитетов, казенному имуществу республики. Ну и ведь обременение вот это вот в части земли и суды, это же тоже наши граждане, которые живут в придорожной полосе, федеральной трассы. Из-за этого тоже затормозилось это, понимаете? Ну, я думаю, на вопросы я там подробнее отвечу. А сейчас хотел бы еще сказать несколько слов. Вы знаете, у нас следующий год очень важный. Он очень важный, потому что у нас выборы президента Российской Федерации. Вопросы там возникают, кто, чего, кому доверяем. Конечно, я могу открыто, и не то, что там, это мое мнение, и думаю, каждый поддержит жителей республики, Владимир Владимирович Путин. Я говорю так, у нас полыхает везде, весь мир полыхает. Там войны, здесь войны, там безобразие, мягко говоря. И в этой части, конечно, наш президент настолько профессионально, настолько достойно действует и недружественными странами, и дружественными странами. Он юрист, он вот в рамках закона, международного права каждому раздает, что положено. И позицию России ни на йоту не сдал, потому что их не интересуют люди, которые живут на территории. Даже взять там Украину или что. Не жители, не люди. Их интересует земля, понимаете? Просто территория им нужна. Им не нужны люди. А если они там будут, они нужны им, чтобы они, как прямо, можно сказать, как бы рабы. Вот чтобы вот лес рубили, руду добывали, выкачивали, что могут, и прислуживали. И каждый, наверное, из вас знает, но все-таки скажу. Он ведь старался договориться с 2000 года. Он старался, он говорил, ну давайте, он даже Клинтону предлагал, давайте в НАТО Россия вступит. Не-не-не, вы что? Давайте Евросоюз. Ну там 60 лет уже или 50 там Турция вступает. Понимаете, это люди, либеральная часть земли, именно Европа и Америка. Это люди, которые, государства, которые считают, что вот они, как Боррель выразился, министр иностранных дел Евросоюза, они в раю живут, в райском саду, а мы-то в джунглях, оказывается, живем, понимаете? Вот. Им даже не, без зазрения совести, он даже не чувствует, что он обижает, оскорбляет народы, страны целые. Он просто говорит, да, мы райский сад, а вы там в джунглях живете. Так вот такое восприятие. Естественно, там ничего не получится. И самое главное, когда у нас были изменения Конституции Российской Федерации в части сохранения наших традиций, обычаев, религию, внесено было понятие «Бог», да, в Конституции. Это ведь не просто было внесено, чтобы какая-нибудь партийная, лидерская через 20 лет, 30 лет
значит, надумает там постановление, ну типа вот ЦИК какой-нибудь, не получится, придется референдум и изменения в Конституцию внести, чтобы убрать это все. А что президент говорит? Слушайте, говорит, у нас уважение к родителям, взаимопомощь, дружба, уважение, национальные, религиозные. А они стараются вбивать в клин. Они что только не делали. Это же везде вот эти розовые революции, потом, значит, оранжевая революция. Это все давно придуманный такой формат. И вот в моем понимании, вот там 4 составляющих, мне кажется, они попробовали оружием, не получается, зубы им повыбивали, они назад. А по-другому как сделать? Подкуп. Ну, подкуп. Ну и кое-кто подкупился. Вот у нас там вместо того, чтобы вкладывать в нашу республику, у нас деньгами кто распоряжается, вот они и там футбольные команды покупали, волейбольные, яхты, вот они туда и залезли, и детей туда, и все туда. Но тоже не получилось. Что еще сделать? Ага, по национальным признакам. Ну, то есть, давайте вот одна национальность другой лучше, прям вот берут категорию, и прям приятно, что человек говорит, вот ты лучше, чем другие вот там. У вас, что у вас там это, живут-то? Вот здесь вот одни, а вы вот великие такие вот. Тоже не получилось. У нас крепкие отношения, у нас добрые отношения среди народов, живущих в нашей стране, в нашей России. И президент это подчеркивает, когда он говорит, да, я русский человек. Вы же слышали это? Я русский человек, я православный. У меня в роду да, Иваны да Марьи. Но я сегодня даргинец, дагестанец, чеченец, ингуш и дальше, понимаете? Это ведь президент страны говорит, и он аккумулирует нас, он консолидирует нас, понимаете? Самое больное что? Религия. Это самое чувствительное. Вот чтобы вот сказать, вот ты неправильно ходишь там религиозное помещение, ты, значит, не так одет, ты не так ходишь, ты неправильно читаешь. И вот, а там легко. Но у нас есть тоже защита в этом. Я за себя вам скажу. Я же многих знаю, и ученых-исламистов, и других, и я общаюсь с ними. Но я вам скажу просто для себя. У меня дедушка и отец мой. Я сколько помню, просыпался утром там, до 5, они Коран читали. И когда мне какие-то очень такие уважаемые говорят, я их слушаю, я принимаю то, что они говорят, но я руководствуюсь и буду руководствоваться, и ориентироваться буду на своего дедушку Сулейми Калиматов и Макшарип. Вот я ориентируюсь на них, потому что они трудились, Сибриатаха, Болхобеш, Дизлахкебя, Нахбыш. Непоколебимость должна в душе быть. А сложно это. Нанесли там вот 90-е годы, там 1, 2, 5, понимаете? И вступать в полемику сложно. Поэтому вот у меня такое видение. Вот я собираю статьи, выступления президента, все. Вы знаете, чтобы ориентироваться в нашем мире сегодня, возьмите вот с 2000-го, ну лучше 2007-го, когда он на Мюнхенской конференции выступил по безопасности. Вот он оттуда начал, оттуда к нам пошли вот эти вот железными прутами начали эти велосипеды ломать. Вот, и вот просто читать, если слушать президента нашего, можно ориентироваться не только в нашей стране, но и в мире. У него нет, я как всегда говорю, лишней, даже запятой негде его речи, выступлениях поставить. Он очень доходчиво, очень правильно говорит. И мне понятен наш президент. Поэтому я считаю и буду призывать, и сегодня говорю, что у нас лидер нашей страны, уважаемый во всем мире, которые его опасаются, не буду говорить по-другому. Мы же гордимся президентом. На любой площадке, на любой, где бы он ни был, он не теряет ни духа, ни слова. И при этом еще самой большой страной руководит и сконсолидировал нас. И, конечно, сегодня, если брать ситуацию, она сложная. Когда СВО началось, но он же как сказал? Поддержал же. И у нас ребята, у нас герои,
Табянча долгеш дол царя, но у нас сильно отстаивают интересы в целом России. Но мы же гордимся каждым нашим парнем-то, понимаете? И мы со своей стороны там не оставляем их без внимания. Просто я не афиширую, и мы вообще правительство не афиширует это. Мы многое делаем, я вам скажу. Немало, так скажем, в нашей части, нашей республики. Но я публично это говорю, давайте не будем. Давайте, вот мы делаем, пусть знают те, кто мы сделаем. И вот когда беда вот, палестинцев, мусульмане, да, ну просто, кстати, там 15% и христиан, и они тоже в этой ситуации участвуют, понимаете? Да, это фактически, это точные данные, я вот читаю, даже еврейских, которые там новостные несут. Он говорит, ну как это так можно-то? Но, он говорит, позиция какая, посыл? Два государства там, разберитесь, остановите. Он предлагает остановить войну, не убивайте людей. Но, и он призвал, давайте поможем. Вот сегодня, я вам скажу, у нас к аэропорту Грозного прилетел самолет, 28 тонн, первая гуманитарная помощь, а она у нас 180 тонн. Собрали. И вы знаете, такие там вообще есть трогательные вещи. Там мальчики, девочки, кто-то накопил, взрослые приносят и вносят какой-то маленький вклад. Войнах дик бушан. Они, потом в целом мы халули нахдевый, может оттуда у нас, но все равно и приносят, и каждый вносит туда вклад. И вот у нас Ахмед Костоев, вот этот фонд Тешим, я выезжал, смотрел, у нас 3 склада там, 3 склада мы можем. И вот сейчас Владимир Ильич мне сообщил, что у нас где-то 100 палестинцев, наверное, прибудут к нам. Вот. Мы подготовили гостиницу, соглашение, оплату и будем помогать. Вот. Жители, которые с Палестины, значит, они поездом должны прибыть. Так что мы уже переговорили, и правительство будет этим заниматься. Я думаю, Мизеев здесь же. И да, сиди. Вот, берите. И я хотел бы, чтобы, вы знаете, это, Мизеев, твой вопрос, мой вопрос, консолидированно подойдите. Консолидированно все, значит, кто что может. У нас есть с чего их встретить, обогреть их. У нас достаточно всего. Бусул нахбэш, бега хабор нахбэш. Понимаете, мало того, там более 4000, 5000 детей убит. Понимаете, там ужас. Поэтому в этой части я хотел бы сказать, что мы будем делать для них все возможное. Хотел бы, чтобы это понимание было. Вот. И каждый человек вносил лепту в эту часть. Там, наверное, потребность по прибытию уже поймем, что там нужно. Вот, будем в этой части и думать. Спасибо, Махмуд Али Макшарифович. В Центре обработки звонков и сообщений на протяжении всей нашей прямой линии будет работать многоканальная телефонная связь. И вы можете позвонить и задать свой вопрос главе республики. Вот как раз подробно о том, как обратиться к главе Ингушетии, вы узнаете у Зелимхана Калоева, нашего коллеги. И, кстати, номер телефона вы сейчас видите на своих экранах. Зелим, вы готовы? Здравствуйте, уважаемый Махмуд Али Макшарипович. Приветствую вас, дорогие телезрители и радиослушатели. Звонки и смс-сообщения по традиции мы начали обрабатывать еще за несколько дней до начала прямой линии. Вы можете наблюдать, как за моей спиной коллеги обрабатывают звонки и смс-сообщения жителей нашей республики. Признаюсь честно, с первых минут начала нашего эфира резко увеличилось количество поступающих звонков. Телефонные линии разрываются. В колл-центре идет очень тщательная и напряженная работа. Напомню, что задать вопрос главе Ингушетии Махмуду Али Калиматову можно, позвонив на бесплатный номер 8 800 301 41 42. Также вы можете отправить смс или видеообращение на личную страницу главы ВКонтакте или на номер 8 928 695 73 73 через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Коллеги. Спасибо большое, Зелимхан. Прямой эфир транслирует национальная телерадиокомпания «Магаз». Наше радио на частоте 88,8 FM. Также ведется онлайн-трансляция на официальном канале главы республики в социальной сети ВКонтакте.
Ну, отметим, что вопросы от жителей нашей республики принимались с 30 ноября. И, кстати, мне вот подсказывают, что к этой минуте поступило уже достаточно много вопросов самого разного характера. Махмуд Али Макшарипович, давайте начнем наше общение с одной очень волнующей темы. Мы знаем, какая ситуация сегодня складывается на дорогах нашей республики. Житель города Магаса Исам Амилов спрашивает вас. Статистика ДТП, к сожалению, в регионе растет. Дисциплина вождения не повышается, наоборот, ухудшается. Не считаете ли вы, Махмуд Али Макшарипович, что пора уже принимать кардинальные и жесткие меры? Беда, у нас и смертность превышает. Это у нас заблаговременно, которые вопрос прислали, да? Я бы хотел высказать свое мнение. Конечно, их надо зачитать, какие можно забрать, но я хотел бы, чтобы мы в прямом эфире, если это можно, больше вопросов приняли, вот напрямую. Мы будем Ничего, принимать обязательно обращения. Вот так вот не хочу вмешиваться Наши в вашу работу. специалисты уже принимают Да? обращения. Ну и хорошо. И вот эти Так вопросы, вот. которые сейчас зачитываются, их ответы тоже ждут. Не, Они очень я быстрые, понял. поэтому мы Я так охватим. даже ожидал, что вы мне такое замечание сделаете. Но я все-таки высказал. Так вот, если брать, я же уже как-то высказал ситуацию. К сожалению, автодороги, я вам сказал, у нас Росавтодор, который федеральная трасса. Да, у нас там есть такие участки, где в действительности, если внимательным не быть, то у нас возникают серьезные вопросы к этому участку дороги, который федеральный. И мы рассматривали, представитель правительства конкретно рассматривал, буквально недели 2 назад, вопрос 1 неделю даже назад, значит, приглашением всех заинтересованных лиц, понимаете, надо, сейчас слова такие скажу, и не понравятся, усилить, укрепить, заставить. То есть в действительности надо органы ГИБДД, чтобы они, МВД, и им это высказано, довели до них, что надо усилить эту ситуацию, контроль. Кроме того, дорожные знаки. Потом вся ситуация, которая складывается на дорогах, можно легче обвинить, конечно, что у нас недисциплинированные, хотя это тоже есть. И лихачи у нас есть. Но в любом случае, я думаю, что служба МВД, именно дорожно-патрульная служба, она должна более серьезно отнестись к требованиям к тем, кто нарушает. Но целый комплекс, понимаете, я вникал в это. Представьте себе, вот без прав водительских останавливают, применить к нему, ну, что можно? Ну, задержать его, да, и все. Ну, каких-либо. Потом получается административка. Ну, протокол составляют, уходят мировые судьи. Вот до мировых судей надо добраться. Недавно я только говорил. Почему? Потому что срок годности, вот есть приказ, да, там, положил его, срок годности прошел и списывает. Это столько ухищрений, ухода. Кроме того, значит, номера машин абсолютно левые. Левые, да, есть такие. Задерживают. То есть много, там целый комплекс нарушений, безответственности. И мы вот штрафстоянки, это в какой-то мере и муниципалитеты. Вот я сегодня только звонил, говорил мэру города Назрань, который 2 года уже делает свою стоянку, штрафстоянку, и другие мэры и руководители. Вот, где-то вот перестанем говорить, уважаемые главы районов, городов, вы четко должны выполнить те требования, которые от вас требуются. В Малгобеке, по-моему, работает, да? Вот, потому что надо изымать эти машины. Изымать и смотреть. Кроме того, у нас, опять же, это не объяснение, как бы сказать, это очень серьезный вопрос. У нас увеличилось до почти 1800 употребляющих наркотики.
Понимаете? Наркотики. Мало того, последний раз мы проводили, я лично председатель антинаркотической комиссии, вы можете себе представить, что у нас какая-то свободная зона для наркотиков. Я ее так назвал на комиссии. Почему? Вы знаете, 210-я статья – это организованное преступное сообщество. То есть эти статьи даже в больших городах, областях, ну, 1-2 бывает. Понимаете? У нас 2 уголовных дела возбуждены. От Москвы, Краснодар, Питер, Казань. Кто у нас только не едет. Сюда, значит, организовывает. Значит, говорить, что не работает МВД, вы знаете, десятками килограммов изымается. Десятками килограмм изымается. Арестовывают их. Вот. Это еще одна ситуация, потому что наркотическое опьянение абсолютно, это просто убийца за рулем. И убийца себя, и других. Ну, и если перечислять могу одно, вот это все вопросы, а другая ситуация. У нас пока есть такое, не скажу безразличие, но, понимаете, очень легко относятся родители, когда сын, ребенок даже, ну, 12-15 лет за руль садится. Никто не проверяет. Понимаете, стараются. То есть нетерпимость в обществе нет. Прозрачности нет. Вот просто сказать, слушайте, вы что делаете? И сколько это не объясняй. Поэтому это целый комплекс, но более жесткие, как я знаю, что, значит, говорят, вот пора бы и кулаком стукнуть. Слушайте, мы от того, что у нас смертной казни нет, а когда она даже была, преступление никогда не снижалось. Я не к тому, что я человек закона, я юрист. И всегда говорю, давайте в правовом поле. Только если каждое ведомство, МВД, прокуратура, суд будут выносить. И второе, вот у нас почему-то такое ложное понимание дружбы, братства, родства. То есть он убийца, буквально убийца, он за руль сел, наркотическое опьянение, он убийца. И мне все равно, кто он. Нет, понимаете, вот все-таки находятся добрые дяди, добрые там друзья, которые вот эту всю нивелируют, не доводят до конца это. Поэтому еще общество должно проявить нетерпимость к этому. Я вам говорю, не оговариваюсь, что органы работают. Там целый отчет есть по наркотикам. Представляете, сколько там изъято? Вы просто не поверите даже, сколько их изымается. Ну и 2 дела, это преступное сообщество, это вообще нонсенс. Это чтобы республики. И значит, у нас вот такая вот атмосфера. Ну и то, что я повторюсь еще раз, понимаете, вот, кто мне звонит, кто мне говорит это. Я же просто предложил действенную меру. Еще раз повторю ее. Вот у нас уважаемые наши старшие, Тамады, Туркуш, Дижа Аламнах, имамыш. Я же предложил, ну, объявите в любом населенном пункте, вот, Мяждик, Дождок, у нас все знают, где продают наркотики. Вот 100% я знаю это. Вот какой улице, кто вот там продает, там продает, там продает. Понимаете? У нас не скроешь ничего. Я просто предложил, давайте дикнмон, ну, так и делалось. Вот просто возьмите и скажите, чтобы ни на свадьбу, ни на радость, ни на похорон туда никто не зашел. Это вот это общество, вот это наше, которое мы должны делать. И об этом надо говорить, потому что никакие, какого они не были бы, по-моему, самое жесткое там в Колумбии или в Америке, сколько там полицейских, там целые, знаете, вооруженные автоматами, пулеметами, Мексика, вы знаете, там другие страны. Это, да, будет какую-то часть, но пока
общество не скажет, давайте, знаете что, что долче, диген му сакчуагвац. Я спрашивал, вот, в некоторых населенных пунктах так и мамы говорили, но месяц-два обязательно кто-то идет. А я просто хочу открыто сказать, вот тем, которые сейчас видят нас, слышат нас, вот этот дом ты зашел, ты кушаешь хлеб, тебя чай налили, тебя, не знаю, дул халтом поставили. А это все куплено, наркотики продали, вот Харим Хаммадис, он тебе же поставили. Я уже работаю как прокурор, понимаете? Я выяснил там 4-5 аптеки, у которых больше, чем в других аптеках, поступают вот эти составляющие. Я им тоже привет передам. Я занимаюсь этим, специальными службами и другими. То есть мы, как председатель антинаркотической, председатель комиссии, я предлагаю, потому что у нас очень много, да и последнее, что я хотел бы сказать, автотранспорт, у нас нет порицания, что человек, ну, я не знаю, как это, ну, выезжает сын, вот у нас ДСАФ, да, ДСАФ, нам надо подготовить ДСАФ 30 в армию, 30 человек категории С. В прошлом году в военком ездил 3 человека. Вот у нас ДСАФ, руководители, лишь бы в карман что-нибудь взять, наберут их, а не дают знаний. Я министру МВД говорю, а почему они там, все сдают, ДСАФ сдают все эти тесты. Ну, то есть все сдали. Идут в класс, сажают их в МВД, МРЭО, да, и говорят, пожалуйста, ни один из 30 не сдает, иногда один. Мы сами, от которых много зависит, не способствуем, конечно, ну, и не останавливаем то безразличие, которое существует. Аз отдац, аз деддац, сугма алит. Вот, понимаете, а как вы хотите жить-то? Слушайте. И говорить, что глава Хамычав, да нет проблем. Ну, я-то свою работу буду делать, но есть же жители, у нас же более 500 тысяч, 17, понимаете, 517 тысяч и больше. Ну, а где общество, где порицание? Почему не скажут? Понимаете, кто-нибудь скажет 2 слова, женщина даже, вообще с ума сошли. Сейры Нагбаре, там, вы представляете, разборки у них там, извините за такое слово-то, что хозяйка, это вообще уму не постижу, чтобы мужчины шли и говорили, какие-то претензии предъявляли женщине, понимаешь ты? Да она мать, она сестра, она сноха, у нее душа болит, она высказывает это, и как можно это? Или прийти, значит, если своровал и не поймался, извините за такое слово, ну, значит, нельзя говорить, что он вор. Почему нельзя? Слушайте, для меня он вор и должен сидеть, вот и все. А почему так поступают? Поэтому в этой части должны, наверное, мы дорожным, я, может, расширил это немножко, но именно я хочу сказать, это в комплексе все. Это не просто вот постовой стоит, понимаете? Вот самое постыдное, я полагаю, вот я разговаривал с сотрудниками, вот останавливает он машину, вот он с машины даже без уважения, там, что за разговор, понимаешь ты? Что за разговор? Ласты, наручники, посадить такого человека, понимаете? Он не имеет права так говорить. Кем бы он ни был, чиновник, начальник, спортсмен, кто бы он ни был. Но у нас общество терпимо к этому, понимаете? И пока мы сами в часть свою правоохранительную будут делать, да, там будут осуждать их, приговор и тому подобное. А общество где?
потворствует тому, что делают эти люди. Поэтому в части этого усилим, в действительности мы усилим в части работу с ГАИ, более плотно, Игорь Анатольевич, надо этим еще раз. Представитель правительства проходило у нас совещание с МВД в части дорожно-транспортных происшествий. Я думаю, на особый контроль надо это взять, потому что дальше так жить уже нельзя. У нас есть звонок? Да, прежде чем вы зададите вопрос, пожалуйста, отойдите от телевизора, иначе будут помехи. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Садик Алышин. Машу. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, меня зовут Магомед Сичаев, я живу в Малгобеке. И каждый день езжу в Магаз, так как учусь в Ингушском государственном университете. Вчера многие говорили и писали в интернете, что вчера отдельные частные перевозчики остановили работу общественного транспорта в республике. Действительно, вчера с раннего утра было очень много людей, которые не могли доехать из Магаса в другие районы. Мы думаем, что даже опоздаем на учебу, так как не было ни одной «Газели». Но где-то с 7:30 стали подъезжать автобусы Ингуш Автотранса. И движение нормализовалось. Вечером уже проблем не было. Из Магаса доехали без проблем. Спасибо вам, Министерству промышленности и Ингуш Автотрансу, за быстрое решение вопроса. Для нас, жителей Малгобека, вопрос общественного транспорта стоит очень остро. Это основной способ добраться до Назрани и Магаса. Вопрос. Мы слышали, что вы и правительство нашей республики нашли средства для закупки новых автобусов для Республики Ингушетия. Будут ли они работать на маршруте Назрань-Малгобек, и можно ли будет в них рассчитываться за проезд безналично? И еще, какое количество транспорта поступит в республику? Спасибо. Спасибо. Кстати, вопросы про транспорт у нас очень популярные. В действительности очень волнует всех. И я вам скажу, у нас 157 в нашем пассажирском ГУПе, у нас 157 автотранспорта пассажирского. Из них 70% они уже, так скажем, наладом дышат. Поэтому, опять же, президент, знаете, недавно он повторял это, очень серьезно обратил внимание правительства, чтобы надо выделить деньгами, чтобы республики могли и края, областя закупить. Это в целом России вопрос. Мы где-то полгода занимались этим вопросом. Я сам лично выезжал, и Минфин, и там уже было связано с Минстроительством даже, и у Хуснуллина. Нам выделили 300 миллионов. Мы закупили, оплатили 78 автотранспорта, 18 местные. У нас там более-менее новое средство передвижения пассажирского, оно 2015 года. То есть все равно уже 8 лет. Второй этап, наверное, будет. И мы почему взяли не маленькие «Газели», а вот 18 мест, знаете, тексы она называется, по-моему, квадратные такие. Там 18 мест мы решили такие закупить, потому что еще одна проблема. У нас ведь хороший день не завернешь, не развернешься. Понимаете, в городах, районах. У нас же нет у нас дорог таких, чтобы вот. Поэтому мы более маневренный транспорт решили закупить сейчас, а в последующем, значит. Но конкретно могу сказать, Магомед Сичаев, хорошо, что вы позвонили, и спасибо вам. Но вот маршрут, значит, я думаю, что в этой части Фурсов, вот здесь, Олег Борисович, сидите. Я имею в виду, что значит, вот у меня уже это ни разу, я вот в Арштах был, выезжал в населенный пункт, да, общался там с людьми, вот, они просят, да, один автобус, Малгобек. То есть надо посмотреть потребность реальную, не просто там начальники сядьте, там вот сюда 3, туда 5, у меня там брат, тетя живет, или узда живет, знаете, вот это вот, всю эту безобразие даже с головы выбросьте. Берите, мнение соберите от глав, ну, им тоже
у них тоже будет, я не то, что не доверяю, но пусть от них мнение соберите, от людей соберите. Вот сегодня, может быть, то, которые телефоны или какие-то вопросы будут, да? Да, Может быть, те маршруты, которые вот, необходимы, понимаете? По пригородному району много обращений. По пригороду, вот тоже есть у меня тоже это. Да. Да, по пригороду. Вот возьмите эти транспорт и распределите его так, чтобы он был, Батман Александрович, а ты головой отвечаешь за это. Понимаешь, тут это мнение все выскажут, а потом в конце, когда уже все там мнения соберете, придете мне, и вот я еще сам лично вникну и проверю, потому что у меня там еще записи есть, кто мне говорил туда или сюда. И вот, например, фонд защитников Отечества государственный, который у нас для наших ребят, который создан, да, когда приезжала Цивилева, мы с ней разговаривали, там возникал вопрос тоже, туда тоже транспорт нужен. Один, вот у меня много там, я говорю, записано. Почему? Потому что, садитесь, там возникает вопрос, если вот живет, раненый парень, да, там, кто бы ни был, там, например, он живет Галаш-Квахас, или там, не знаю, Зязик-Юрт, да, ему же надо добраться до фонда, до больницы. И мы обещали им выделить 1 или 2, насколько это потребно, газели, 1 или 2, обязательно. Но, опять же, не отдавать, потому что у нас, знаете, столько много неправильных действий, умышленно, неумышленно, я знаю. Я сказал, чтобы эта машина, например, 2, стояли в спецгараже. И вот буквами по полметра написать, что спецгараж для такого-то, такого-то. И чтобы сдалека видели, чтобы за хлебом не ездили на газелях. Не злоупотребляли. Вы понимаете, да? Я уже и даже опускаюсь на эту плоскость, может быть, и не стоило бы, но мы люди. Я хотел бы, чтобы вот эта ситуация, она воспринималась правильно. Потому что мы должны поддерживать те... Конечно, Малгобек у нас не близкий, так сказать, город. Далеко ехать, и с другой стороны. У нас же люди в Алкуме живут, да, там, в Жайрах живут. Поэтому надо дифференцированно подойти и рассмотреть. И помню, в советское время было такое, как немцы. Почему-то говорили, что немцы дом построят, но тротуар не делают. Они заселяют людей, а потом вот они куда понаходили там, да, то есть протоптали, вот где тропинки к дому, вот, а потом только клали тот или иной там тротуар или что они делали. Поэтому нам нужно серьезно к этому подойти, но 78 машин новых оплачены, нижегородские, и он заметил, что платно, там будет наличку, там будет, я думаю, платно навряд ли будет, мы избежим этого. Там можно онлайн-плата, то есть по телефону, там будет ГЛОНАСС, все это будет зациклено, вот, и там еще будет видеокамера в каждом автобусе, чтобы там люди понимали, что... И понимаете, самое важное, каждый водитель, их тоже надо проверить, переговорить с ними каждому, потому что, я думаю, здесь даже сидящих навряд ли в «Газели» катаются, понимаете? Вот я всегда говорю, в положение чиновников не входите, в положение богатых не входите, они на них не ездят, не катаются они, понимаете? У них другая забава. Поэтому там у нас малоимущие женщины, дети, старики. Вот это надо держать вот здесь и вот здесь особенно, чтобы мы могли хотя бы потребность, остроту этой проблемы снять. Могу сказать уважаемому Цичоеву Магомеду, что я это держу и буду держать на личном контроле. Руслан Аушев к нам обращается со следующим вопросом. Конкретный вопрос. Выезжая из селения Чулуки до Кантышевского поста нет освещения. Очень много людей погибают на участке этой дороги. Вот 1 декабря этого года там произошло ДТП с летальным исходом. Понимаю, что территориально этот участок дороги не наш, и все же можно ли что-то здесь сделать, посодействовать?
Это территория соседней республики, правильно? Вот у нас много таких обращений. Люди, которые, ну, какие-то там живут, учатся, работают там, ну, и пишут, значит, вот, глава там. Ну, я говорю, там есть глава республики, там есть правительство, там есть выделенные в бюджет и заложенные деньги на освещение, на дорогу, на все. Поэтому я не то, что вот как бы от себя этот вопрос, но по закону обращаться нужно. Если нету освещения, значит, там есть вице-премьер, который курирует, как Фатахов у нас, ЖКХ и остальное, и как Лалахоев да? И еще есть Автодор, если это относится к компетенции Автодора. Пожалуйста, обращайтесь на территорию той, где этого нету. Если там реакции нет, ну, вы знаете, есть надзорные, контрольные органы. Дальше. Как мы говорили ранее, по теме ситуации на дорогах республики, Махмут Али Макшарипович, очень много вопросов. Еще один из них. Уважаемый глава республики, к вам обращается сообщество автолюбителей с вопросом, который касается искусственных неровностей на федеральной автодороге «Кавказ», которые не соответствуют государственным стандартам. За несколько дней на этой дороге произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, при том, что движение только в одно направление. Убедительная просьба разобраться с этой диверсией. Вы знаете, мне сегодня с утра доложили об этом, проинформировали. Значит, Игорю Анатольевичу поручено, надо незамедлительно сидеть, надо незамедлительно, значит, к этой ситуации, значит, подключайтесь и прям телеграфируйте, потому что там же есть нормативы, потому что я почему говорю, я сам проехал туда и потом поинтересовался, что это за... Я думал, там какой-то ремонт шел, а потом нет, говорит, это вот такой вот, типа, чтобы не заснул, типа, вот, водитель. Но это просто издевательство. Незамедлительно надо потребовать. А если это не имеется, значит, в прокуратуру пишите, и как получится, и потом уже самостоятельно, если это реакции не будет, мы примем самостоятельное какое-то решение. Это, я в курсе этого. Мы это уже обсуждали. Но это появилось буквально вот недели-две. Неделя одна неделя. Но я проезжал раза два, сперва не понял, потому что думаю, ну, может быть, там какой-то ремонт. А потом, когда уже я узнал, поэтому есть такой вопрос. Вот с этим ГОСТом, да, вот кому надо. Вот прям... Понимаете? Надо за моей подписью, значит, за моей, сами разберитесь, незамедлительно прокурору давайте, и пусть штрафуют их. Есть такой вопрос. Думаю, телезрители вас услышали. Я спрошу аппаратную, есть ли у нас звонок главе республики? Если нет звонка, мы продолжаем. Звонок сорвался, да, но у нас следующий вопрос. Обращается Аминат Кузьгова, селение Верхние Чулуки. Вопрос такой объемный, в общем, надо выслушать. Уважаемый глава республики, я ежемесячно до 10 числа строго по счетчику оплачиваю за потребленный газ по показаниям. Тем не менее, мне каждый месяц присылают письма о том, что у меня огромный долг перед газовой службой. Я неоднократно ездила разбираться в Малгобек, писала заявление, чтобы прислали комиссию и разобрались в этом вопросе, но никто так и не приехал. Так, Верхние Чулуки, Кузикова. Адреса нет. Вопрос понятен. У нас здесь, я специально пригласил. Льянов здесь? Вот здесь. Вот у нас Льянов, да? Значит, скажи, пожалуйста, ну я сейчас не буду там, да? Но я думаю, что надо фамилию ее записать. Верхние Чулки? Да, Верхние Чулуки. Позволите, я отвечу на это. А вы уже в курсе? Она ранее обращалась к нам, Так. и мы выехали туда специально, Так. разобрались с ситуацией, Так. и непосредственно у заявительницы нет вопросов в нашей компании. На сегодняшний день вопрос решен. Ну, просто несколько дней назад был, он уже подождите. решен, да, Павел? То есть у нее были вопросы, и они обоснованные.
У нее был вопрос, он заключался в следующем. Приезжала группа инжиниринга Санкт-Петербурга, проверяла верхние чулки, в частности, у них не было допуска в квартиру, и, к сожалению, ей был, так как нет допуска, начислен по нормативу. После этого вот у нас была прямая линия с участниками нашей компании, и также на прямом эфире был задан вопрос. Мы этот вопрос приняли и уже сами его отработали. Но, видимо, она обратилась... Нет, мне, понимаете, отработали. Она же сегодня, это вы когда-то сделали, она же сегодня Несколько дней назад, обращается. да, обратилась. У нее, значит, не отработали Сделали вы это его? позавчера, А? Виталий Максимович. Позавчера мы уже сделали этот вопрос. Значит, у меня просьба какая. Значит, вы представьте себе, она 10 раз ездила там, наверное, и женщина, да? Тем более ей, наоборот, надо снизить, наверное, плату даже. Представляете, она старается. У нас Живет есть, одна, которые кстати, да. не стараются, мягко скажем. Наоборот, там действительно вопрос решен. Да, действительно, вопрос решен. У меня просьба, Лохоев, там специалисты пошлите вот по адресу, вот, просто по-человечески, и администрация, кто? Сдоев здесь, да? Поручите, вон, внутренний полит, давайте ему поручим. Берите, направляйте, просто-напросто. Я не к тому, что не доверяю, но просто человек 2 дня назад было, но сегодня же, я надеюсь, там не 2 дня назад звонок был. Мы несколько три- дней принимаем звонки от наших телезрителей. Это 30-го, 1-го, вот в этот Тогда, промежуток. Ну, может быть. Но в любом случае, я не буду требовать от руководителя Межрегионгаза, мне, пожалуйста, что достоверно уточнили, что у нее вопросов нет. Потому что человек, я говорю, добросовестно настолько, ходил, ну, и часто вот такие жалобы есть, вот, инжирик с Петербурга приехал, если меня нет дома, меня раз там это... Виталий Максимович, к сожалению, бывает. Основная проблема начисления... Они, минуточку, у меня просто это... Ну, они ставят вас в известность, или это... Кто это такие? Они вас в известность ставят? Да, безусловно. На территории, когда они? Да, безусловно. Вот они какие там санкции применили, они согласовывают или хотя бы информируют вас? Результаты своей работы они предоставляют нам после проверки. И вы что, прям вслепую наказываете людей, что ли? Нет, ну в данном случае, вот именно в конкретно случае данного абонента, не было допуска на территорию домовладения. Вот она еще говорит, что подавала показания через личный кабинет раньше, но эту возможность сейчас ей заблокировали. По этому состоянию поводу здоровья она не может оплачивать. личный кабинет у нас функционирует, приложение «Мой газ» Значит, также пожалуйста, у функционирует. меня просьба к вам. Возьмите Хорошо. вот Мархиев и вы. Просто это, понимаете, надо спасибо женщине говорить. Если там есть, восстановите ей, если заблокировали. Хорошо, Махмуд Максимович. Все? Махмуд Али Макшарипович, в продолжении темы газоснабжения у нас есть видео-вопрос от жителя многоквартирного дома в городе Воинской Славы в Малгобеке. Давайте послушаем. Наш дом оформлен, документы готовы, но «Газпром» не подвел газ. И вот такая просьба, это улица Индиева, 51. Просьба, чтобы наконец это было все законно оформлено и газ нам провели. Такая вот просьба. Мэр города. Нет. Возьмите, пожалуйста, Дома не микрофон. подключаем Можно? газификацию. Микрофон возьмите. Минуточку. Я вам верю. И ей верю. Она говорит, дом оформлен. Да? Значит, если дом оформлен, у нас беда, ведь не оформлен дома. Значит, дегазификация, это же не частный дом. Это частный дом. Это частное. Подождите. Многоквартирный дом в Жители Малгобеке. многоквартирного дома, да. Яндиева, У 51. меня со слов По Индиева 57 у нас нет. 51. Нет у нас такого. 51 тоже нет. Нет, это частный сектор. Ввели дом А многоквартирный. если есть телефон... Это частный сектор, она пишет заявление, просто догазифицирует, ну, имеется в виду, до нее довести. Нет, давайте не будем говорить. И она же
правильный человек говорит в камеру, да. А у меня просьба какая? Возьмите телефон, возьмите, и вот администрация и вы, и садитесь, и потом выяснить ситуацию эту. Если Межрегионгаз, Льянов, то он говорит, я не знаю об этом. Вы сперва уточните, сейчас не будем здесь производить совещание, там мэр не знает, я не знаю, тот не знает, вы что это? Я не говорю, давайте выясним, а потом будьте добры, переговорите с Льяновым. Понятно, да? Я на контроль взял. У нас, по-моему, есть видео-вопрос, да? Давайте. Да, вы на связи, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Слушаем. Не видим. Видим, хорошо. Адуц. Видно? Говорите, пожалуйста, вы в Погромче. эфире, мы вас слушаем. Тарик Алшан. Меня зовут Мархиев Адам. Я житель сельского поселения Бердюрт. И, как и многих представителей нашей молодежи, меня беспокоит вопрос с наркоманией. У нас в республике проблема наркотической зависимости разрастается в геометрической прогрессии. И я знаю, что эта тема освещается в наших мечетях, в духовенстве, везде. Но хотелось бы спросить, как именно борются с этой проблемой? Нужны ли изменения в законодательстве, чтобы сделать борьбу с наркотиками более эффективной? Как зовут тебя? Адам. Адам, если меня лично спросить, даю слово сбытчика, мне грамм, килограмм, неважно. Высшая мера у нас не предусмотрена, но пожизненно я бы, неважно, грамм продает, 3 килограмма продает, 10 килограмм. Понимаете, законодательство я лично считаю так, потому что это просто убийство и убийство. У нас, я же говорю вам, у нас до 30-35 лет молодежь гибнет. И это зараза уже перекинулось. Если брать, в этой части, я буквально вот неделю назад проводили комиссию, но есть страны, ну, например, там арабские страны, да, там смертная казнь. Ну, если вот как человека меня спросить, за самые суровые меры к этим людям, понимаете? Но правоохранители, я вам говорю, работают. У нас уголовных дел, реально уголовных дел, арестованные люди, там с Краснодара, я говорил, с Питера, Аветисян какой-то там с Краснодара, целое преступное сообщество создали уже, понимаете? Но я хочу сказать, вот мы мне говорим, я вам говорю, ну, мы же в обществе живем, пока у нас органы работают, я вам говорю, комиссии работают, мы спрашиваем, врачи работают, все. Но пока общество, вот ты один, вот если вот собрать Дижа Алам Нахбале, учителя, не знаю, все, вот нетерпимость, вот человек продает, ну, раньше было это, в одежде, Ахамдете, юрта дахуадбекбых, фудеддецина. Я, честно говоря, я настолько вот переживаю за это, да, вы знаете, настолько это беспредельно, чем более нашей республики. Но где это? Тут какие там это, не так одет, там, не так едешь, не так сидишь. А это страшно, убийцы ходят. Из корыстных побуждений. Они совершают преступления из корыстных побуждений, наживы. При этих обстоятельствах, я думаю, мы этот вопрос поднимем и хорошенько, Игорь Анатольевич, давайте продумайте еще, я просил бы. Понимаете, до чего дошло? Вот молодые люди, которые привозят их, это я факты вам говорю, но никто, у нас же, знаете, письменно никто не напишет. Понимаешь, врачам привозят человека, он умирает, они его откачивают. Так вот, около него стоят или те же наркоманы, его дружки, или же родственники, или даже родной отец. И говорит, диагноз не пиши ему. Так, Амина, да? Десятки случаев, они угрожают врачам, чтобы она диагноз не писала.
До чего дошли? Ну, каждую больницу, каждой койки не поставишь по милиционеру, понимаете? Я поэтому говорю, ажил целурак мухам ялсак хагулыбан шортик данарбар или хавиха. Пока, я вам говорю, государство свою работу будет делать и делает, никуда не денется. Но пока наше общество не проявит нетерпимость к этому, нетерпимость, понимаете, спортсмены, работники района, учителя, материнские организации женские, вот пока вот не собраться, давайте проведем вот какую-нибудь конференцию проведем. Как ее назвать? Фатима Юсуповна, подскажите. Вот как провести собор какой-нибудь наш, вот против наркотиков, и не там чиновничьи сборы какие-то, а вот прям вот сказать, юртер, ицакхава, тикче притва, вот так собрать их. Существует уже некая группа, союз ребят, студентов, которые борются с этим явлением. Не, я имею в виду, знаете что, вот у нас 12 женских организаций, да, у нас молодежные организации, у нас союз журналистов, союз у нас писателей, у нас, ну много же у нас, вот этих, как бы передовых людей, да, которые более активные, вот просто собрать их всех, вот в вашем зале, если может, человек 300, 500 давайте соберем их. И просто-напросто скажем, нет наркотикам, соуц алдес царь. Вы понимаете, ну угрожает, вон девчонка там, врач там ночью привозит, а там варлаганы заходят, значит, а меня взяла, ну как это можно? Как это можно терпеть? Понимаешь ты? Тут олда доудяки. Но общество молчит. Я вам говорю, общество молчит. Это ужасная вещь. Ужасная. Я не хочу там погром устраивать. Но в других городах-то, я знаю, в действительности какие-то меры принимало общество. Поэтому будем заниматься. А? На самом деле мы готовы принять и организовать такую площадку. Так, давайте подумайте. Подумайте, Игорь Анатольевич, Оздоев, и давайте-ка с органами внутренних дел. Давайте, там есть Гаграев такой, да, очень толковый начальник управления, значит, врачи, и где сами не могут они донести эту информацию, ну, по всяким причинам, там, ну, чтобы не публично было, я публично донесу. Дайте мне публично, и хоть 1500 там будет, хоть 3000. Это вообще самое страшное, что творится сейчас. Это же вот как раз и аварии, вот эта смертность, да. Вот это вот разлад в семье, понимаете? Сколько разводов и многие другие преступления. Поэтому продумайте это. Игорь Анатольевич, вот с администрацией думайте. Давайте мне предложение, да. Вы знаете, вот подали заявку, Общественная палата России согласовала проведение форума сообщества, и там вот одна из секций как раз-таки посвящена вот этим. Не-не-не, мы не будем выносить это на общероссийское, это наша беда домашняя, это наша беда. Нам надо собрать наших, это мы там проведем, понимаете, протокольно. А я говорю, Вейнахби не оставить ни один населенный пункт, чтобы не собрать оттуда. Пусть 3 человека будет, 2, 5, а где-то 30, где-то 50. Видишь? И объявить, чтобы, знаешь, что не отнекивались. Когда скажем за наркотики, против наркотиков, давайте приходить. Придут люди. Продумаем. И давайте поставим все телекамеры там и будем показывать, транслировать. Выносить этот вопрос публично. То есть прессу надо выдавать это. Да. Фамилия, имя, отчество. Всех их туда, потому что там приговор есть, нету, осужден, не осужден. У нас же самый гуманный ингушский суд. Советский был, а теперь ингушский есть еще. Вот, поэтому берите, как это там? Мы занимались этим вопросом, юридических препятствий нет. В принципе, частично информацию мы подавали в СМИ с Игорем Анатольевичем совместно. Поэтому продолжим эту работу. Набирайте мне материалы эти.
и готовьте. Это должны быть такие социальные солидарные группы, которые вот объявят просто борьбу, войну, неприятие этому явлению. Надо продумать. Дать свободный микрофон, и пусть выступают, да? Да. Все, спасибо. У нас вопрос из селения Троицкое. Зураб Кадзуев пишет, что в прошлом году дали указание, чтобы нам, жителям, проживающим по улице 6-я линия, поставили трансформатор. Мы звонили и сказали, что это ваше указание. Но так нам его и не установили. Уважаемый глава, пожалуйста, позвоните в Россети города Сунжи и скажите им нам помочь. Как бы, цитирую. Я мог дать указание, если это в рамках закона. Если это не закон, я не мог этого дать. Я мог сказать, рассмотреть вопрос. Потому что, вот, поэтому, Таршхоев, что там? Тумгоев, ой, я уже перепутал. Рамзан. Район новостроек Троицкая. Там после вашего совещания с Россетями есть механизм, по которому можно это уже сделать. Есть. Есть. А до этого не было механизма? Не было. А по срокам когда это? Трансформатор установим до конца этого месяца. Так, давайте ни вам, ни мне. 25-го устроит? Устроит. 25-го отвечаем, что 25-го Мархиев, вот вместе мне доложите, что 25-го трансформатор стоит. Хорошо? Хорошо. Пожалуйста. Махмуд Али Макшарипович, следующий вопрос. Мы можем сказать уверенно, что волнует жителей всей нашей республики. И не один год. Это ситуация с водоснабжением в регионе. Инга Албакова из города Карабулака обращается к вам с просьбой. Здравствуйте, я жительница Карабулака, город, в котором увеличивается количество новостроек и многоквартирных домов. Есть одна проблема – водоснабжение. Ветхие трубы, которые все время дают порывы. Рабочие в дождь и холод пытаются исправить сложившуюся ситуацию. Если в частном секторе спасаются колодцами, то в многоквартирных домах ситуация катастрофическая. Прошу решить наш наболевший вопрос. Ну, в целом вы уже говорили в начале программы об этой глобальной Я еще раз хочу сказать. Вы знаете, я человек, который жоплу должен согласиться. За слово, которое я не отвечу, я никогда в жизни не говорил. Это мой принцип. Понимаете? Поэтому я не могу говорить, что мы завтра Карбулаки, Малгобеки сделаем дорогу, проведем воду. Но я же говорю, у нас проект есть. Водозабор и экспертиза. Да? Там около 8 миллиардов. Значит, Асимский водозабор. Да? В Назране сейчас в Акантыше у нас там 40, сколько у нас там их насос? Скважин 40. Чтобы их обустроить, чтобы больше дать, нам нужно туда около 50 миллионов, да? Плюс-минус там, да? Мы этим тоже занимаемся. Вот. Но видите, какой вопрос правильно ставит? Это не частный дом, водовозку туда не подъедешь. Ну, подъедешь, конечно, но это же Карбулаки, где мэр? Не в курсе этой ситуации? Да, в курсе. Ну и? Мы занимаемся, просто мы не можем увеличить давление в водопроводах, потому что трубы сразу разлагаются. Это старые трубы? Да, это ветхие старые трубы, и на сегодняшний день, несмотря на то, что это многоквартирные дома, мы в тех домах, где у нас периодически бывает отсутствие водоснабжения, скажите мне, пожалуйста, если трубы разлетаются, сколько там, 10 метров надо, 10 километров надо? Какой диаметр? Ну, мы разговаривали с министром ЖКХ, там первоочередные работы необходимо провести в районе 94 километров, поменять водопровод. Лагоев, скажите, есть механизм какой-то? Емкость поставить, насос положить, что-то... Вообще варианты есть? Люди без воды не могут. Мы знаем про проблемы Карабулака. Мы в свое время в модернизацию... Не-не-не, я уже знаю тоже. Я имею в виду, есть ли механизм какой-нибудь, который может нам, ну, до того, как мы там будем строить, делать... Ну, у нас я говорю, у нас на следующий, на 24-27 год рассчитано по модернизации коммунальной инфраструктуры. Карабулак есть в программе. 55 километров первоочередные, которые заменить, в том числе
Троицкая и Карабулак у нас. Скажите мне на еще раз, сегодняшний день, на какой улице эти дома? Есть у вас запись? А? это центральная улица Карабулака. Центральная. Сколько там домов? Там многоквартирных, сейчас скажу, 16, по-моему, да? 16 домов? Да. И нигде нет воды? Нет, вода есть, вода есть. Вода есть, просто перебои из-за аварий там идут. Мы часто, вот единый оператор наш меняет трубы там, меняет часть, ну, имеется в виду ситуацию, инфраструктуру меняет, но в полной мере надо полностью заменять все трубы. Участками меняется. Ну, понимаете, это будет 24, 25, 26, у нас до 28 там мы будем делать эту воду. То есть сегодня, я просто людям не хочу, что мы можем сказать? Аварийные бригады единого оператора постоянно работают. Вода есть, иногда бывает Ну, перебой. они тоже сочувствуют, даже, они говорят, даже под дождем там делают все Деваться это. некуда, авария есть авария. Мы там занимаемся, мы часть трубы сейчас с единым оператором посчитали. Хорошо, калькуляцию. перспектива у нас год-два? Да, где-то так. 3 даже, может быть. Даже 3. А мы там сумки с колышками, да? Слесаря у нас-то. Ну, где хомуты, где колышки. Там уже. Садитесь. Я в этой части могу только сказать, взять на контроль. Вопрос в том, что у нас ну, не менялось, более 30 лет не менялось. Они все, и знаете, я опять вам скажу, не кондицию ставили трубы, клали трубы. Они вот песком прочистили, как новые. Много мы сами себе создали эти проблемы, понимаете? Сегодня, вот я могу сказать, ну я вам привер, может не аналогично, но просто скажу. Вон Бокова, сколько у нас 90 вы посчитали, да, вентиляции нет? 87. А? 87. Вот, представь себе, вот вентиляция, школы новые, построены, да? И мы с ней, где мы там проводили какое-то совещание, я смотрю, там эти гардины, не гардины, там, ну, они все поломаны там. Была, да, Инна? Я потом, когда прошло, там движение первых, по-моему, проходило, я говорю, а что у вас тут это? Говорит, да вентиляция не работает. Как не работает? Там я вижу пропеллеры какие-то. Кажется, не подключены, бутафория все. Вот, понимаете, вот, а потом я попросил министра, говорю, ну, проверьте. 87 школ, строители, наши, не китайцы, не вьетнамцы, построили для детей школы без вентиляции. Деньги уже выплачены, ремонт еще нужно, не знаю, когда будет. А вот сегодня я верю нашему министру строительства. Я убежден, что в каждой школе и детском саду, и каждой больнице, которую мы строим, там есть вентиляция. Там есть она. Я в цоколь. А я там уж потом спустился еще в цоколь. Там действительно все там, загрунтовали, там все замазали и закрыли все. То есть и также вот относились и относятся и ну, я уже не знаю, ну, просто вот эти трубы, все. Надо на контроле министру держать, помогайте мэру, и мэр сам там. Потому что сейчас вот сказать, будет вода, мы сейчас там трубы не заменим. Ну, будем прокладывать новые трубы. Вот только могу сказать честно, вот только так. Понимаете? В общем, какое-то время надо подождать. Ну, вот, ну, Да. у нас же есть программа-то, вот он же говорит, 2-3 года нам нужно. Мы сейчас же выбили, у нас график есть, прокладки, забор воды, дальше мы идем. Вот до Карабулака как раз она в первую очередь и дойдет, как раз, понимаете? Она дойдет. Ну, сейчас я не буду огорчать, там, может быть, финансирование, сложность с деньгами, понимаете, сейчас. То есть мы не будем людей и обнадежить, и как бы огорчать их, что мы, ну, мы работаем. Мы знаем, что вы стараетесь действительно, и я думаю, жители Карабулака тоже вас услышали. Махмуд Али Макшарипович, наши корреспонденты работали во всех населенных пунктах республики. У нас сейчас видеозвонок. Давайте его примем. Слушаем. Да, говорите, пожалуйста. Мы вас видим.
У меня такой насыщенный, очень острый вопрос касаемо безопасности дорог, а именно волнующий нас вопрос насчет ремонта ФАТ «Кавказ». Есть большая статистика по авариям и очень проблематичный участок, особенно, понимаете, о каком участке я говорю. И дополнительно еще сделали там препятствия в виде там маленьких бордюров, которые недавно положили, и создают пробки большие, аварийные ситуации. Вас как зовут? Вообще, хотелось бы... Он меня слышит? Рашид. Как зовут? Рашид. Рашид, да. Рашид, Рашид. вот только что вот за два вопроса раньше мы это обговорили. И вот эти вот действительности по ГОСТам, это незаконно, неправильно. Я так понял, да? И мы уже заниматься будем этим. Я сегодня это тоже узнал и сам проезжал там, безобразие. Поэтому этим мы занимаемся и займемся уже. Обязательно. Потому что это абсолютно невыносимая вещь. Я сам там проехал, удивился. Там не просто какой-то там препятствие, то есть для там другие же там они сделаны правильно, а тут прям бордюру, правильно вы говорите, как бордюру поставили там. Все колеса там сшибешь, все. Все, так давайте сейчас вернемся в колл-центр. Спасибо вам за звонок, за видеообращение. Зелимхан, вы нас слышите? Какова ситуация к этой минуте? Сколько уже поступило обращений? Чем интересуются наши жители? Да, очень хорошо слышу. Обращений действительно очень много. Анализируя уже обработанные обращения, могу смело отметить, что больше всего наших жителей по-прежнему беспокоят вопросы, связанные с социальной сферой, а именно выплаты, меры господдержки, жилищные вопросы, вопросы, связанные с выделением земельных участков, трудоустройство, ситуация на дорогах и многие другие. Кстати, о дорогах. Сейчас я зачитаю вопрос от жителя сельского поселения Далаково. Саида Кулбужева. Он обращается к вам с просьбой решить вопрос с ремонтом дороги на центральной улице Дахкильгова. Он просит проложить асфальт. По его словам, его не меняли 30 лет. Автор обращения уточняет, рядом ФОК, школа, амбулатория и администрация. Скажите, это ваша дорога? Ваша. Значит, уважаемые жители Далакова, разъясняю и поясняю всегда. Это муниципальная, да? Да, да. Она на балансе у вас. Да, да. Почему у нас не сделаны ее? Вот эта дорога будет включена в государственную... Микрофон, пожалуйста, микрофон. Эта дорога будет включена в государственную программу комплексных развития сельских территорий по линии Министерства сельского хозяйства. Когда? В 2024 году и в 2025 году будет проведена работа. Где у нас Гагиев? Гагиев? По реконструкции асфальтирования. Да, на 25 год запланировано. На 25? Да. Да. Значит, я не знаю, устроили ли нашего человека до 25 года. Вы можете сказать, там она настолько ужасная, что там может ямочный ремонт или что там? Маму Балай может подтвердить, мы буквально в воскресенье там были, там катастрофического ничего нету. Тогда давайте вот что. Вы его лично примите. Угу. Хорошо? Хорошо. И вот с внутренней политики вместе. Вот примите этого человека. Я не то, что не доверяю, просто мне нужно обратный ответ. Потому что человек, если говорит, там школа, детский сад, там много чего. Поэтому надо с этим разобраться. Я почему сказал на балансе? У нас привычка такая, я могу сказать вон нашему министру Автодора, значит, давайте, Хаматханов, сделайте дорогу. И мне так предлагают. Но я почему говорю, у него региональные дороги. Угу. Если сейчас садитесь, если каждой дороге будет Хаматханов, я буду ему говорить, в крайнем случае, я говорю, там, до школы 100 метров, 50 метров, 10 метров, или очень такое, какой-то у нас в Малгобеке была такая беда, с Херсонской, по-моему, то тогда региональные дороги у нас будут никчемные. Они через полгода-год будут приходить негодность. Поэтому я не позволю себе ему сказать, делай эту дорогу, потому что завтра у нас региональных не будет. А у нас все-таки вот Вежи, который был, Дятых, который 100 лет там не было. Если брать Али-Юрт,
если брать Яндари, если брать Сургут, если брать Назрани, если дороги взять-то, я считаю, у нас не я, а Министерство транспорта России и Хуснун лично, вот у нас мы 3 года уже первое, второе, да, место. И то, что мы там первые места, вторые занимаем, даже нам дополнительно выделяют деньги, да, в прошлом году, по-моему, да, более 160, что ли, выделили, да. Вот, поэтому давайте так, муниципалитеты должны знать, будьте добры, за своими дорогами смотрите. Нужна помощь, чем можем. Ну вот урезать качество региональной дороги, это не позволено. Так что говорят, значит, выезжают, пусть и говорят с человеком, заявителем, хорошо? Все, спасибо. Так, у нас видео-вопрос есть. Я жительница, проживающая по адресу города Назрань, Асканова, 25. Дело в том, что в январе прошлого года Аздоев Урусхан вырыл огромный котлован под учреждение, нарушая наши права, потому как это жилой массив. К тому же котлован глубиной 5-6 метров. А хозяин, или как Аздоев, при этом не отступив только полметра от жилых домов, которые в буквальном смысле висят над этой ямой, К тому же здесь проходит центральная газопроводная труба, которая буквально не закреплена ничем. И в любой момент эта труба может привести к трагическим последствиям, как это у нас неоднократно и было. К тому же, после проливных дождей в прошлом году, где-то весной, в апреле, по-моему, месяце, провалился вот этот тротуар, который находится между второй школой и гимназией. Дело в том, что люди часто, я сама замечала, вынуждены выходить на оживленную проезжую часть тротуара. Мы обращались и в прокуратуру республиканскую, прокуратуру города, мы обращались в ЦМО, мы обращались в мэрию, но до сих пор этот вопрос не решается. Мы просим вас, Махмуд Али Калиматов, обратить внимание на нашу проблему и разрешить эту проблему. Стройка приостановлена, они у нас находятся в суде. В ближайшее время будет определение суда. Там есть уголовно наказуемые действия этих? Лиза Руслановна, какая? Статью скажите. Самоуправство, безусловно, там нужно смотреть. 330-е? Да, раз еще и дома рядом, то сам факт вырытый котлован, это еще и природоохранное законодательство. Я почему, когда сразу в суды сказали, это потом будете ходить там год, 2, 3. Значит, смотрите. Значит, вот говорит, вот прокуратура обратились, района, города там. Понимаете, у нас... Вот я обратился в прокуратуру, я обратился в суд. Если в суд, то уж надо до Верховного суда идти. Если в прокуратуру, то до генерального прокурора. Надо идти до генерального прокурора. И вот эта статья, она это МВД или Следственный комитет, а? Следственный часть, последственность их, да? Значит, незамедлительно обращается о возбуждении уголовного дела. Прокуратура вместе с нами работает, обратимся в следственную. Вы будете работать. Я еще раз вам говорю, прокуратура работает. Вы понимаете, что вы же не говорите, первое, что надо было сделать, восстановить тротуар. Вы же слышите ее, что она говорит-то. Вопрос в том, что там котлован, это все это. Ему просто наплевать на всех. Тротуар восстановить, заставьте его сразу. И возбуждайте уголовное дело, и пишите, возбудить уголовное дело, так как приложить видео, тоже материалы, и направьте это для возбуждения МВД министру. Или идите начальнику милиции, у вас следственная часть района городская тоже там есть же. Возьмите это на контроль. Аздоева, вот берите мне, доложите это. Потому что вот эти все самовольные строения, захваты,
Мы не будем в суды ходить теперь. Мы будем, и вы будете, дела возбуждайте. Не понимают они. А в суд там они тянут. Я говорил вас, у нас суд, ну там тоже сейчас потихоньку лед тронулся. С этими судьями тоже великими там, которым плевать на республику, на людей, на всех. Они же независимые. Ну, поэтому возьмите на контроль, и уголовное дело пусть возбуждает. И настойчиво. И в МВД, если нет, то прокуратуры, вплоть до генеральной. И пусть возбуждает дело. Садитесь. Махмуд Али Макшарипович у нас на прямой линии, специалист из Центра управления регионом Индира Манкеева. Я напомню, что в ЦУР также поступает очень много вопросов и обращений. Здравствуйте, Махмуд Али Макшарипович, коллеги. Как вы уже знаете, ЦУР занимается обработкой обращений граждан. У нас аккумулируются все жалобы от населения, поступающие в социальных сетях. Таким образом, в этом году в систему мониторинга инцидент-менеджмент поступило около 14 500 обращений, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году, когда было обработано всего 7 862 обращения. В этом году в топ вошли жалобы по линии ЖКХ – 8 908 обращений, дороги – 1191, социальное обслуживание и защита 932, благоустройство 851 и образование 607. Отмечу, что на протяжении всего этого года специалисты ЦУР работали над сокращением времени реагирования и улучшением качества ответов на обращения жителей в органы государственной власти. Перейду к самому вопросу теперь. Обращается Магомед Башир Ахкильгов. Это житель села Гарибекюрт. Пишут, что жители их села глубоко ценят ваш труд по развитию нашей республики, особенно привлечение инвестора Михаила Саварбековича Гуцериева. Зачитаю само обращение. Мы наблюдаем, какое большое внимание вы уделяете отдаленным селам нашей республики. Одним из таких является и наше село. Мы испытываем большие трудности ввиду отсутствия нормальных условий для проживания. В частности, с начала лета и до сегодняшнего дня у нас вообще отсутствует водоснабжение. Нам привозят воду, но ее на всех не хватает. Во-вторых, это наша сельская школа, которая построена в 1986 году из глины и облицованная кирпичом разваливается прямо на глазах. Проблем так много, что перечислить невозможно. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, можно вас попросить обратить внимание на наше село? Нет, дело в том, что с ЦУР у меня отчетность есть ежемесячная. Я знаю, сколько у них поступает, категории жалоб, знаю обращений. Поэтому для меня информация... Наши зрители, это будет полезно, да, узнать. Хорошо. ЦУР работает, я понял. Какие вопросы решаются? У них прям тысячами. И это хорошо, действительно, они начали. По-другому немножко сейчас работают. Мы обращаем внимание, в действительности они много перерабатывают вот эти обращения, жалобы. Но я другое хотел сказать. Значит, ну, во-первых, по Михаилу Саварбековичу. В действительности у меня так получилось в жизни, что я каких-либо бизнесменов не знал. Ну и просто специфика своей жизни, специфика моей службы не предполагала, так сказать, дружбу, не дружбу, ну, не знал я людей. Я и не был знаком ни с одним из бизнесменов, даже знаком. Я знаю, что они есть, были и есть, но как-то не получалось. А тут, когда ситуация возникла, я видел, что у нас много потребностей в республике, ну, не хватало тех, финансирования хватало, мы сами не больно уж собираем, как бы хотелось, налоги. И тогда, да, я взял, сказал, вот Мадаш Весенгириевна здесь, сказал, позвоните в приемную, договоритесь о встрече. Это было вот так, понимаете, потому что я его не знал, не видел, ну, по телевизору видел. Вот, созвонились, мы договорились, встретились, сели, очень долго сидели, 3-4 часа, обговорили все. Вот, и чтобы не казалось там, то есть там, со стороны или как-то у нас мнительные такие подозрительные люди. Мы с правительством переговорили. Я сказал, подготовьте те вопросы, которые необходимы нам. Мы хотели бы видение иметь развитие населенных пунктов, объекты. И попросил Михаила Саварбековича тоже, что они могут-то. И вот мы встретились, правительство сидит, все там в ряд, и они сидят. И вот тогда мы протокольно оформили наше видение, их видение,
А потом создан был специально, буквально, фонд возрождения, и именно для Республики Ингушетия. Я вам скажу, что за этот год буквально отчет был, он сам председатель, а член этой, там есть у них орган, который регулирует этот фонд, у нас там Сластень Владимир Владимирович, он туда выезжал, вот, и отчет у меня он есть, 1 300 000 000 в 2023 году вложено в нашу республику. 1 300 000 000. Вот. И это, начиная с амбулифта в аэропорту, говоря там Сунджи, которые трансформатор поставили, говоря о тех вещах, которые нам надо было срочно, какие-то вопросы надо было решать, он много сделал. Там за 303 миллиона, по-моему, вот, детский лагерь Эрзий, насколько я знаю, да, Хазбекар, знаете, мы выезжали с ним, смотрели. Это не касается, в смысле, там, башен, это у него отдельно там, это идет вопрос, а в целом потом ремонтировали, приводили в порядок, не ремонтировали Бузул Кашмыш, Керес Кашмыш, ну, в целом, чтобы все это. И изначально мы сами начинали строить, то есть приводить в порядок Уазат Кашмыш, мы там сделали, но в последующем, уже чтобы его, так сказать, до конца, мы все-таки с ним тоже выехали полностью. Даже к нам приезжающие люди других регионов и других национальностей, они, видя, вот, ну, там, они заходили туда, и мне говорили, как-то там не так, понимаете? Вот. На сегодняшний день сделано там достойно, чтобы можно было дать ламас, там. Все сделали как бы присущи нашему менталитету, нашему видению. Это есть. И если брать село, там нету чего? Школа в плохом состоянии, вода. Давно построена, ну, и ситуация с вода, я могу ее повторять. Вода, глава, где вода, это я, наверное, просыпаюсь и ложусь, что вода. Но я объяснил же, Харслу Гвацу, мы делаем. У нас проект есть, экспертиза есть, график выделения денег есть, замена всего. Будем мы это делать. Но я это не завтра не сделаю. Это года, понимаете, 3-4 года мы ее сделаем. Но я же не могу за 30 лет взять и все это, значит, вот прям вот, если это можно было бы, я вчера бы это уже сделал. Поэтому такая ситуация, она насчет воды. А вот школу... Возьмите, пожалуйста, микрофон. Министру дайте. Они сейчас думают, где это, да? Дядя Калмасыне, уважаемый Махмуд Али Макшарипович, в сельском поселении Гайрбекюрт функционирует одно образовательное учреждение. Количество учащихся 90. Средняя накопляемость 8 детей в классе. Условия для приема комплексных обедов созданы, но, к сожалению, программа в рамках нацпроекта не предусматривает строительство школ, замену объектов. То есть предусматривает программу дефицита посадочных мест с условием перехода на односменный режим обучения, то есть переход с двухсменного обучения. Ну, из этого следует, что в программу федеральную строительство не попадаем. Да. Ну вот плачевность состояния школы, ну, не столь, как описывалось, потому что в 2021 году из вашего фонда были выделены средства и проведен ремонт. Там? Да, была снесена крыша в летнем период ураганным ветром, и там проведен был ремонт. Такое было, да. Было. Все, спасибо. Я так к чему говорю, что вот ни один случай, форс-мажорное, стихийное бедствие, чтобы у нас не случалось, мы с фонда выделяли деньги. Мы сразу, вот, я знаю, министр строительства, он выезжал лично, там, покупал доски, предлагал, ходил, понимаете, и Сунджу мы давали, там, да, устраняли все эти вещи. Но я просил бы о чем? Тимур Андреевич, а вы знаете вообще состояние этой школы? А ну-ка,
Да, конечно, действительно, как говорит министр образования, она не в таком плачевном состоянии, но, как уже было сказано, дефицит там имеется. Пока у нас на сегодняшний день нацпроекты, будем говорить так, в том объеме, в котором были запланированы, уже выполняются, и перспектив пока на 2024 год нету. На 2024 год в планах Минстроя разработка ПСД на школу на 150 мест, и по завершению проектирования... Там же? В Гэгбек-Юрте. Ну, а там... Соответственно, как только ПСД... Или на территории этой школы есть? Еще пока проектирование не сделано, сейчас пока точно сказать не могу. Но план на 150 мест школы есть. Соответственно, в конце года по завершению проектирования заявка Минпрос России будет направлена, а там уже будем работать с федеральным центром. Надо эти вещи на контроль брать. И если, ну, я не думаю, что перепроверить надо, если министр говорит, вице-премьер говорит, что там она в состоянии таком-то. Но вдруг я попрошу вот пищу, братья, сестры, корреспондентов доехать туда и посмотрите, поговорите. Вот, может быть, секрет какой-нибудь мне принесете. Вот, тогда уже я буду вникать. Хорошо? Все. Так, переходим к вопросу, очень важному вопросу трудоустройства и не менее важное привлечение наших же специалистов в наш регион. И вот к нам обращается кандидат медицинских наук, врач-хирург высшей категории, который работает в Краснодарской больнице скорой помощи, Ибрагим Таршоев. Говорит, что хочет жить и работать на своей родине, Ингушетии. Обращался в Минздрав, получил отказ за подписью министра. Будет ли у меня в ближайшее время возможность работать дома, спрашивает он. Очень хороший вопрос, очень хороший. Ну, давайте вот что сделаем. Я не знаю потребность врачей, ну, по специальности, так скажем, категорийно. Но я знаю, что у нас педиатров нет, да? Сиди, Надстав. Педиатров нет, да? Вот. А хирург нам нужен именно? Вопрос. У нас в Малгобекской центральной районной больнице требуется один врач-хирург, в Джейрахской больнице и в Сунжинской центральной районной больнице дежурант. А почему отказали? Мы предлагали все эти в Малгобек в телефонном разговоре с этим доктором, переговорил, ввиду того, что ему далеко ездить в Малгобек, он отказался от Малгобека. А в Сунже? В Сунже дежуранта мы ему предложили, пока ответа нет, будем связываться. Ну вот, я не думаю, потому что нам нужны хорошие врачи, но я бы сказал искренне одну вещь. Есть жалоб много, да? Вот относительно квалификации врачей, да? Я думаю, нужно пересматривать. Я, наверное, переговорю с представителем правительства, вице-премьером, с министром. Вот у нас врачи, но если есть, пересмотреть, может быть, вот где там жалоб много, очень много, ну так скажем, нарушений или как хирург. То есть я почему говорю, надо высвобождать места. Я прямо говорю, нерадивых врачей-то. А их достаточно, жалобы да, у меня есть. Понимаете? То есть, понимаете, нам не надо идти навстречу, если человек не профессионал. Понимаете? Потому что он там, у нас хорошие отношения или что-то еще. Потому что это жизнь и смерть. То есть там шутки плохие. Значит, этот вопрос, я думаю, что возьмите, Мархиев, давайте мне вот этот анкетные его данные, и с министром мне потом, когда я приеду, Таршоев, да, и потом я с Заремой Ахмедовной переговорю, просто посмотрю. Но вы лично говорили, да? Нет, заведующий хирургическим отделением Малгобекской ЦРБ позвонил, переговорил с ним. А он сам живет-то где территориально? Территориально он живет здесь, в городе Назране. В городе Назрань. То есть человеку неудобно ехать. А в Назране нет, да? Нет. Нет. Понятно. Ну, сегодня будем смотреть, потому что специалисты нам нужны. Но если он, ну, если предложили одну должность, в Малгобеке далеко. Я вообще-то я считаю, что
в нашей республике тут плюс-минус там 20-30 минут в любую сторону-то. Ну, час туда-сюда, не знаю. Давайте возьмем эту ситуацию и будем думать. Махмуд Али Макшарипович, у нас есть телефонный звонок от жителя. Давайте его примем. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло, Махмуд Али Макшарипович. По Чешкиву 60 новый садик построили, Академия детства называется. Да. Но реально невозможно до садика доезжать. Мы как-то ехали, застряли, мы сейчас хорошо этот завхоз помог, говорят, Это Магасе, да. Такой хороший, такой красивый сад. Столько мы ждали этого открытия. Но я говорю от лица родителей. Невозможно доехать до этого это садика. Вот недавно, Ужасная который, дорога. Да? Спасибо, спасибо. Я знаю этот вопрос. Я знаю. Я вам отвечу, если вы слышите меня. Значит, смотрите, я немножко расширю его. Опять же, это в силу того, что у нас главы районных городов знают, я им сотни раз это говорил, вместо того, чтобы вот у них самозахватом, там земель столько, и мы не можем, ну это не когда я приступил к работе правительства, я знаю, что эти земли были выделены, и они находятся на окраине. Это этот, где Зейд Арсханов? Это который на вот этой школы, да. Детский сад, да? Который вот дороги нету. Да. Так вот почему? Вот посмотрите, вместо того, чтобы главы района городов, они, я прямо говорю, как есть, вот хорошие куски брату, себе, Усть-Юж, Усть-Да, вот я говорю честно, порасхватали, а детский сад на окраине. Вы посмотрите, где строят, в Ачулуках, посмотрите, где школа, в горах построили одну, вон, Микаэл знает у нас, понимаете? Просто уму непостижимо. Ляд-дац. А поэтому надо разбираться. И особенно где сельские поселения. Посмотрите, что творят. И сколько раз не говорить. Вот. Назрановский район. Вы вообще там экологию нарушаете. Минприрода здесь. Вот, вы вот. Вот берите перед вот это вот Назрановский район до Малгобека, где вы едете от Кантышева туда, перед Верхними Ачулками. Что там творится? Басаханбагабиш. Они же нарушают там рельеф весь. Возьмите, пожалуйста, микрофон. А я говорю, Назрановский, садитесь. Это я знаю, что это Назрановский. Я вам покажу, если нужно. Вот, Назрановский район. До Малгобекского района стенда Назрановский район? Арка стоит у вас там. Ну, не арка, она сбоку, справа стоит. Назрановский район. Ну, ладно, хорошо. Я с вами проеду. Так вот, я говорю, вот выносили, и понимаете, нам дают деньги, да, на объект, детский сад. Отмостку сделать, двор, ограждение по проекту. А за этим денег нет, понимаете? А получается, потому что нормальные люди, они предполагают, что это будет в населенном пункте. Понимаете? А нам приходится тянуть воду, газ, свет, энергию туда, понимаете, полкилометра, километр, и там получилось так. И дорогу. А для этого у мэра города, ты где? Я уже его 2 недели говорю, если это тот же детский сад, да? Вот. И что вы там придумали? Дорогу мы уже начинаем делать, средства мы... Когда окончите ее делать? Ну, в январе, к концу января окончим. В конце января? Да. А как быть детский сад этим детям-то с мамашами? Ну, мы сейчас временную дорогу, гравийное покрытие сделаем обязательно в ближайшее время, чтобы хотя бы там одна машина Нет, приехала. не надо ближайшее, стараться будем. Скажи конкретно хотя бы, чтобы там была она, съехать можно было, остановить, хотя бы граверная или щебенка, как она называется?
Махмуд Ильич, там дело в том, что если делать вот прям такую, скажем так, по всем ГОСТу, как бы, да, там очень объемные средства уходят, и у нас этих средств нет. Поэтому мы сейчас сделаем обязательно для того, чтобы могли хотя бы 2 машины проехать, и тротуар им сделаем. Когда? К концу В январе января. не устраивает. Ну, постараемся сделать к концу декабря. Значит, давайте вот что. Вы знаете, и не вина же и мэра, и главы района тоже. Это не его. Но есть вина одна. У них в бюджете денег нет. Было бы хорошо, если бы вот время, срок дали к концу новогодних выходных. То есть это все равно будут на выходных люди находиться. Нет, мне самое главное, знаете что? Я же реально подхожу, я понимаю, что... Ну, я вам не говорю, я там асфальт, там вот всякие там это. Но вы можете сделать так, чтобы она была дорога, которой я даже предлагал помочь, если нужно, какой-то части, не в ущерб. Понимаете, я всегда говорю, цана декрбаги, декрдаги, судухи, аз и анти хамадилуш. Вот не надо мне в долги и в обязательства, а и андарьяш хамади. Не надо этого. Если можешь, помоги, я тебе сказал. И вот сделайте так, посмотрите там. Но там, я так понимаю, не просто дорогу. Там надо сделать, если с детским садом подъезд, чтобы машину можно было 3, 5 поставить, 10, я не знаю. Пусть это будет там укладчиком, или как его, там, вот просто площадку сделать, чтобы остановиться могли. Но они, чтобы нет машины, сейчас снег, дождь пойдет, это сложность будет. Поэтому я знаю эту тему. Но имейте в виду, надо было думать, когда только начали строить. И Министерству строительства надо все-таки привет передавать застройщикам. Понимаете? Потому что он всю дорогу эту КАМАЗами, со всеми трейлерами, эту дорогу разбивал, а потом взял, там, чистенько сделал и ушел. Так тоже не пойдет. И потом, еще одна вещь, я не говорю, что это так, но есть такое. И второе, значит, есть ситуация, там стройки идут. Даже если там дорогу сделать хорошую, сколько там домов строится? Там около 7 домов строится. Если 7 дорог строится, и по этой же дороге едут, да? Совершенно. Я как раз хотел этот момент обозначить, что если даже там сделать вот эту дорогу, она очень быстро будет испорчена. Ну, они по этой дороге ездят? Именно по этой будут ездить. Так вот, привет им передай. Пригласи их, скажи, слушайте, вы вот стройку строите, да? Вы зарабатывать деньги хотите? Хотим. А вот эту дорогу, здесь вон детский садик. Будьте добры, эту дорогу приведите в порядок. Или сделайте параллельно полевую дорогу, по которой вы могли бы на свои стройки. Представляете, сколько? 7 домов, сколько туда транспорта идет, загруженных щебенкой, песком, там, не знаю, цементом и тому подобное. Слушайте, займитесь этим. Займитесь. Ну, вытаскивать машину в наше время в столице. Садись. Да, Видео вопросы у нас есть. Пожалуйста. Я сотрудник этой школы. 21-я школа открылась 1 сентября 2023 года. Каждый день иду в школу и вижу, что хотелось бы, чтобы власть обратила внимание на то, что дорога здесь, ее нужно, конечно же, делать, эту дорогу, потому что и полно возмущений у родителей и у сотрудников этой школы. Как дождь, это невозможно сюда идти. يقعدش حمي أحسن تأخذ شو عليه خدرت شو مسني وارسال على شيء ولا نك حتى أبو بلشتون أسوأ شيء يحس وزيت وأربعة صبيرشت بقولشت واش تأكل ولا نك حتى أبو بري نك يا رياس المسني بركل شو Дорога, которую они говорят, это более короткая, с центра. Это где-то 300-350 метров дорога. Она покороче, да? Она покороче, да. Но они же нормальные люди. Они-то нормальные люди. Ну да. Зачем им вот круг давать? Они покороче туда идут. Ну понятно. Но для Нет, подожди. Ажел, я вот иногда у вас 2 × 2 = 4.
Вот. А вы людям не можете объяснить, потому что у них 5. 5 у них. А голуби, скажи вот так, вот так. Они тебе все скажут, что о тебе думают. Слушайте, вы имеете в виду, моему терпению, я очень выдержанный человек, но это безобразие. Ты мне прям на голубом глазу говоришь, ну там же есть дорога, но они по короткой. Они нормальные люди, правда, я тебе говорю. Не, ты вот что. Значит, бери, вот, сколько там метров? Метров 300. Вот тебе до 25 числа, вот, бери, значит, всех собирай, стройщиков, друзей своих, бери эту дорогу, сделай, чтобы туда могли проезжать. Мы и асфальтирование, и тротуар туда уже на следующий год в бюджете заложили, Махмуд Алимак Шарипович? Сегодня сделай, чтобы там люди могли ямочный ремонт, какой хочешь. Хорошо. Понимаешь, мне нет? Жители также уточняют, что и освещение очень плохое. Понимаете, я на каждый вопрос могу отвечать по часу. Вопрос знаете что? Вот сейчас вот, сколько у тебя бюджет, скажи, давай. Вот сколько раз я вам говорю, сколько у тебя бюджет? 300 миллионов. 300 миллионов. Сколько должно быть? Но если ты все объекты будешь нормальные сборы делать за землю, за домовладение, за транспорт, сколько у тебя будет? Ну, сколько у тебя будет? Надо делать анализ, Махмуд Алимович. Больше будет. А ты не делал. А я знаю почему. Потому что ты прекрасно знаешь, потому что когда ты мне говоришь, я же там был, когда вот здесь, они самовольно там застроились, ничего. Значит, вон газовый МРСК знает, знает Межрегионгаз, не оформляют. Слушай, не оформил, у тебя незаконные. Сегодня мне дали справку, не сегодня, на той неделе. 800 объектов торговых, торговые дома, торговые магазины, огромные, 2, 3, даже 800 объектов вообще не числится у вас ни в городах, нигде. Откуда у вас деньги будут? Вы самый богатый город. У вас должно быть все, рынки, киоски, рекламы. Вам за каждую землю кусок должны платить. У вас должны деньги быть не то, что на дорогу, не то, что на освещение. Вы уже свои автобусы там должны пускать. А я вам серьезно говорю. А вы, значит, вот, ну я вот не могу. Тогда слушайте, если не можете, смените профессию. Понимаете? Но вы мне займитесь. Понимаете? Все сегодня, я вам скажу, как это сказать, требования возрастают ежедневно. Никто не позволит. Но они же нормально, ну они говорят, слушай, ну хабиевос. Ну у тебя, ну объективно 150, у тебя не платят ни копейки. А у тебя были бы деньги. Были бы. Свободные деньги. Вон, Магаз тоже, у него профицит бюджет. А полгорода не платит коммуналку. А он стесняется их. Слушайте, с меня спрашивают. С вас не буду. Но я заставлю. Я вас буду, вот почему вы сейчас на телевидении, я вам говорю, идите, я вас буду выставлять. Я посмотрю, как вы будете объяснять. Ведь вот меня-то спрашивают. И везде глава. Я уже 50 телефонов сменил номеров, мне все равно туда сбрасывают. Находит телефон. Значит, бегаешь, батча, что бег бы без боли. Бог бе. Каждую копейку сберегайте. И с людьми говорить надо. Вот с ними же. Ты с ними встречался? Встречался. И что? Я Ты говорю, им сказал, вот по другой культурной дороге. Там это недалекая дорога. С той стороны, когда строилась школа, там есть хорошая асфальтированная дорога. Скажите, это такая прилегающая. В 2024 году сделаю дорогу. Я пока вот эти объекты, сколько примерно, Олег Борисович, сколько Назрань может собирать денег? Ну, примерно. Я думаю, в 3 раза больше могут собирать. То есть под миллиард денег у него должно быть. Под миллиард денег у него должно быть. Я к чему говорю? Мэры районные, все вы должны, я понимаю, что время, но это серьезный вопрос.
Потому что он повторяется, видите, то дорога, то 300 метров дороги. 300 метров дороги. Слушайте, вы что? Сколько километров, Хаматхан Батыр, сколько вы проложили дорог регионально? Километров? В этом году? Да. Больше 90 километров. 90. А сколько за 3 года? За 4? За 4 года больше 300 километров. 300 километров? Больше 300 километров. Ну и? Почему вы не делаете? Почему у вас люди строят где хотят, а потом не ставят их, не регистрируют имущество? Сколько у вас, сколько раз я спрашиваю, машин сколько у тебя на Назрани? Садись. Сколько машин? Больше 2300 машин легковых. Не больше, не важно. И сколько у тебя транспортный налог? Больше 5000. Вот запросите, Игорь Анатольевич, через МРЭВ, сколько в городе Назрань на учете стоит транспорт. Запросите мне это. Сколько ты сказал? Больше 5000 всего транспорта. Не больше, не меньше. У тебя точно сколько их? Там движение может быть 5-10 машин в год или 2. 5300 с лишним. 5300 с лишним. Не надо мне тоже вот эти вот повторять его. Точную дату, МРЭВ возьмите мне и возьмите, сколько там транспорта. Я почему говорю? Вот стоят. Вы знаете, что вот самое интересное? Вот рекламу, административное здание, вот реклама висит даже вот это. Вы знаете, за него должны платить мэрии. За каждым. Он поставил кто-то, он должен платить. Киоск поставил, должен платить. Строительный материал, вот проезжаешь, везде просто земля, и берет там строительные материалы, положил кирпич, потом цемент, потом дрова, потом там смотришь уже площадка, там уже будочку поставил. За каждую аренду должен платить. Сюда иди. Ты здесь торгуешь? Да. Если ты продаешь, налоговый, иди сюда. Иди проверяй его. Вы понимаете, это мы хотим комфортно жить в кабинетах хороших, да? Охрану еще выставляете там на воротах, на своих. Вам не зайдешь, говорят, некоторым там. Это я проверю как-нибудь. Вам зайти не могут люди. Вы кто? Вы же отец, мать города, района, села. Айда, нан, мы дишите, мы чабробыш. Я говорю это серьезно вам. Я вас очень прошу. Но я вам даю слово. Все сегодня в целом стране, я вам говорю, все не ужесточается, оно усиливается. Спрос. Работаешь? Работай. Вот ты сегодня ездил на неделю куда? Ну, я знаю Москву. Москву все знают. Вот, и вот, нет, ты назови, куда, где ты был. Назови организацию. Я ездил в Сколково по приглашению Сколково. И вот там ты опыт набрался или делился? Естественно, там проходил форум по туризму, где Назрань один из самых северокавказских городов, только назрановская команда участвовала в этом форуме. У тебя зама нет? Неделю там был? Там было требование только мэры городов. Там присутствовало где-то около 200 мэров. Я устал от этого. Я как-то, когда приступил к работе, у нас бизнес, или кто там был, Олег Борисович, в Корею ездили у нас тут. Как это? Нет, бизнес, который, бизнес-инкубатор, кто там? Вы не помните, да? Ты был, да? Ну, вот у нас были. Они знаете, что ездили? Опыт перенимать. Южную Корею. Вот Южную Корею ездили. Зачем? Садись, займись, на контроль возьмите. И мне вот эти весь транспорт, вот это безобразие, это касается всех мэров. Вы имеете в виду, вы посмотрите просто список, берите, сядьте и напишите. Так, у меня 150 рекламных счетов, перетягов вообще запрещены, по-моему, да? Значит, еще и все эти вот по списку. А потом замы, которые у вас. У тебя сколько замов? Трое, да? Ну выгони их. Или заработать заставь. Вот
один отвечает за то, что я тебе говорю. И вот он должен фотографировать, снимать, потом, значит, что это, как это, адрес, то все, прийти, ИП, МИП, кто. А потом возьмите, ах, ждешуанес. Они под ногами лежат. А вы потом говорите, вам стол поставить, нет, денег нет у меня, дайте мне это, дайте. Слушайте, не дам. Зарабатывайте. А люди на вас полагаются. Я разделение полномочий с каждым днем буду утверждать вам. И народ будет знать, что вы работаете, кто работает, а кто без денег, тот будет без денег. Я вас буду прям вот вперед. И телевидение будет помогать мне, и пресса будет помогать. Собирайте денег. Деньги собирайте. У нас ведь, вот мы занялись, когда, сколько у нас, 3 миллиарда было, когда мы в 2019 году-то, или в 2020 собрали, Олег Борисович. А сейчас у нас... В 3 раза увеличили. А? В 3 раза увеличили. 3 раза увеличили налоги. Сборы. 3 раза мы в республике увеличили налоги. 3 миллиарда было, представляешь? Там даже не... А сегодня 9 миллиардов, если консолидированно брать, да? Вот то, что ковид, то, что санкции, а мы взяли, и у нас было 3 миллиарда, а нам уже 9 миллиардов с копейками или с рублями. А я мог бы тоже говорить, да ладно, что там. А я ему покой не давал. Еще налоговик бы, открыто говорю. Если бы он надлежаще выполнял, вот сейчас вот 800 объектов, я сейчас подарок им сделаю. Я специально сказал, соберите мне объекты. 800 объектов вообще стоят. Торговый центр огромный, который вот минимум, сколько это денег? Ну, 300 миллионов, наверное, получать можно в год. У нас с 11 торговых центров 10 миллионов налог на прибыль поступает в бюджет. С 11 крупных торговых центров 11, да? налог на прибыль 10 миллионов. А только 800, на прибыль. А их 800, так сколько будем получать? Ну, там надо смотреть от площади. Так вот, рассчитать я и можно. говорю, это, я вот говорю и налоговикам, ну, соберите деньги. Потому что эти деньги идут как раз куда? Мы же их не берем себе, понимаете, у нас разъездные машины, мы даже машины, вот депутаты у нас там просили, мы им там даем, потому что великие законодатели. А разъездные машины, вы видите примеры разъездные машины. Министра. Собирайте деньги. Уважаемый глава, давайте, извините, все. перебью, у нас дозвонившийся просто ждет. Что, я просто, вот, они же все те же, они пересекаются же. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Евлоева Аминат Сулеймановна, жительница города Карбулак. У меня такой вопрос, наболевший вопрос. Больница маленькая в Карбулаке, большое население, всего 2 отделения. Хотелось бы хирургическое отделение, чтобы было детское отделение. Но давно нам обещают, что построят, но до сих пор больницы нету. У нас хорошие врачи, хороший медперсонал, но только нету нормальной больницы. Очень маленькая больница и на 70 коек всего, 2 отделения. Вот такой у меня вопрос. Спасибо. Вы знаете, вы правы, первое. Это у вас 2-е, 3-е было. У вас, правда, хорошие врачи. Правда. Я был в этой больнице. Да, я раза 2 даже заехал. Постпред еще тогда был другой. Тоже заезжали мы старались. Это просто районная больница, которая, когда поселок был, нефтяники построили, она в действительности очень такая маленькая больница. У нас по плану там не заложено. Да? Это больница. Вот. Мы тогда хотели что-то сделать такое. Я думаю, к этому вопросу можно вернуться вообще. Михаил, вообще есть такая возможность? У нас запланирована поликлиника там, в Карбулаке. Ну, насчет больницы я не знаю. Программа у нас 24 года по... Есть это? Программам нет ничего. Проще просто проект все сделать. Но здесь надо, чтобы Минздрав обеспокоился. Вы знаете, там действительно, сколько там населения сейчас в Карбулаке? Больше 47 тысяч.
А есть такие параметры с точки зрения населения? А из 47 тысяч там возможно это? Уже полагается больница городская. Там в аварийном состоянии была поликлиника, поэтому они пока в приспособленном переехали в арендованное помещение и запланировано Так у них строительство. поликлиника или больница? У них отдельно здание поликлиники, отдельно здание вот больницы. гражданка-то говорила. Да. Про Стационар. поликлинику или больницу? Про больницу. Стационар, про действительно, больницу, да, на 70 коек. Там доведем больше красивые 50. люди, там красивые врачи. Вы знаете, 50 тысяч, ну 3 тысячи населения там у вас жалко. Давайте с экономической точки зрения, Олег Борисович, давайте-ка и Минздрав, давайте-ка мне посмотрим со всех сторон это. Давайте посмотрим. Потому что нам в действительности надо. В действительности. Будем смотреть, пока не можем сказать. Махмуд Али Макшевич, да. давайте продолжим тему здравоохранения. Фатима Дасхоева из сельского поселения Верхние Очелуки спрашивает вас, есть ли в республике возможность открыть ожоговый центр. Эта тема, к сожалению, для нашего региона очень актуальна, потому что очень много таких ситуаций со взрывами бытового газа. У нас в республике для взрослого и детского населения есть 7 коек, 2 из них взрослые в республиканской нашей больнице и 5 коек ожоговые детские в детской республиканской больнице. По нормативам нам полагается 13 коек. И на эти 13 коек нам ожоговый центр не положено. Строительство ожогового центра. У нас есть маршрутизация в федеральные центры. И за этот год 83 человека у нас было пролечено. Вот если я в Малгобеке открою, больницы, поставлю, в обычном отделении, и 3 койки для ожоговые, то меня что, я могу их не называть же? Нет. Должен, да? Потому что там выделяют специальные средства. Только на 13 коек, на всю республику. Да, на всю республику по нормативам федеральным 13 коек. Я-то понимаю, о чем. Там где-нибудь пострадал человек в Очелуках, и везти его куда? Если это ближе к ИРКБ, везут в ИРКБ. Всех детей в республиканскую больницу. Вы же понимаете, да, логистику? Наша... ожоги понимаем, да? Это же не перевязал там рану. Первичная помощь, если это Малгобекский район или Сунжинский район, оказывается там в реанимационных отделениях Сунжинской и Малгобекской центральной районных больниц. Первичная помощь оказывается там. Передвижные у нас, в них есть ожоговая машина? Нет. Нет, да? Нет. И потом специально реанимобилями, бригадой скорой помощи в сопровождении реаниматологов переводятся в ИРКБ. Если какой-то сложный случай, то переводится в федеральный центр, ближайший у нас в Махачкале, для СКФО. Я понял, тяжелых уже. Значит, тогда, вы знаете, у нас люди ведь понятливые, умные, хорошие. Вот надо это разъяснять. Понимаете? Вот надо по телевизору сесть, прийти на телевидение, сесть, изучить вопросы. Кстати, вот эти вопросы все надо поведомственно передать, даже которые мы там рассмотрели якобы. Да, конечно. Вот надо просто взять потом, берите с директором, руководителем, договоритесь, подготовьте это все, и надо людям разъяснить. Знаете, это не потому, что там вы там не хотите, или голова не хочет, или кто-то. Это потому, что такие обстоятельства, нормативы поставлены, 13 коек и больше вам не дадут. А по линии Минтруда ничего нет? Ничем не может помочь? Как там достраивается у вас это? Дом ветеранов достраивается, да, он будет достроен 31 декабря. А то учреждение, которое в Малгобеке строится, это Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста, он переходящий объект, он будет завершен в 2024 году. Хорошо, это мы потом. Все, такая ситуация, я просто хочу, чтобы людям, то, что я, например, тоже, я не знал, например, что у нас 3 койки сюда и 7 коек там. Нахыдалось. И что
Там есть отделение, где могут первую помощь оказать. А есть специализированная или просто скорая помощь? Реанимационная бригада. Реанимационная, хорошо. Хорошо, вот такой ответ. Переходим на колл-центр. Во время работы колл-центра национального телевидения поступило более 200 звонков. Напоминаю нашим телезрителям, каждый из вас может обратиться к главе в течение прямого эфира, позвонив нам по бесплатному номеру 8 800 301 41 42. Либо отправить текстовые сообщения и видеовопросы в WhatsApp и Telegram на номер 8 928 695 73 73 и на личную страницу главы во ВКонтакте. Итак, Махмуд Алимак Шарипович, Радимхан Кадзоева из сельского поселения Кантышево, которая проживает по улице Кадзоева, очень просит вас посодействовать завершению строительства детского сада по улице Грейдерная рядом с 4-й школой. Уже 6 лет, как его строят, нам далеко приходится возить детей. Просим вас посодействовать, отмечает женщина. Деньги были 187 миллионов заплачено за этот садик. Было уголовные дела возбуждены фирмой «Бастион». Но все равно там уже до сих пор это длится. Половину сделали. В начале следующего года, учебного года, как говорится, мы должны 100% его сдать и сдадим. То есть этот объект... Он по наследству достался. По наследству достался. Да. И деньги разворовали. Да. И не построили. Уголовное дело возбуждено? Да. И оно где? Запросы идут на экспертизе. Ай. СКФО говорит, да, экспертизе. Нет, берите, мы так не оставляем теперь. Нет. Мы до генерального дойдем сейчас, и до всех дойдем, и МВД России. Все, садитесь, понял. Оздоева, берите все материалы и за моей подписью прям, если нужно, прокурору. А и северокавказский, то там замгенерального, но у него нет надзорных функций. В генеральную. Давайте, как я договорился с первым замом генерального, направляйте, подготовьте за моей подписью туда материалы, что данное следствие, сколько уже идет, получается, 5 лет. Вот сейчас нет, я был генерал, я договорил, не то, что говорил, я сказал просто, что это за дела-то. Оказывается, у нас, замгенерального, он замгенерального вопрос занимается, но надзорные функции у него нет, у нас, который в СКФО сидит. Они только там, в генеральной. И там Разин, первый зам. Мы уже направили, нам прислали уже, да? И поэтому готовьте материал на него, и я подпишу. Что данное уголовное дело расследуется 5 лет, ничего не делают. И пусть там разбираются. Один материал с этими уголовными делами, там Карбулаки есть какое-то дело, да, 105-й там или какой, Малгобеки. Там уголовные дела, да? Соберите их все. Берите советника Барахоева, все, пусть он там со своей стороны, а вы мне подготовьте материалы, пусть вам соберут все, мэры, пэры, министры, а вы мне юридически изложите правильным языком нашим, и мы направим Генеральную прокуратуру эту. Махмуд Алимак Шарипович, желаю еще задать вам вопрос. Очень много. Житель сельского поселения Алхастыба Ахамедова отправил нам свой видеовопрос, и касается он строительства дошкольного учреждения. Давайте его послушаем. Ассаламу алейкум. Дядик Холчин. Алхастыр вахыр меда вах я хазысо. Söğüştülerim ben futbolcu toyurtu xozihan belxuş dadul dende dayır svetlat tabari hadin adah tabari dadul jbah خيدلاتون спортивные площадки Хаячхана Мухаммад Али Макшарипович он спортивные площадки Гишуан ха يعني هات اسبوع قبول بيت دا صادق دا راس خلها تقدير درته أول أرجع أتوشتي بيها وش لا دته صادق إيش كليه على سخل تستي يرتيهم شو أول خطوة ديهر دوا هديهم يختار أندر آلان استتقوا شو اللي آل مقدرسن كان
تون إزبوه حبوري سادك حيوري يوليوري دي جاول كورتون да бог бехти больше. Есть в планах? Если Римак Шарипович, в сельском поселении Алхасты функционирует образовательное учреждение, совмещенное с дошкольным, то есть школа-сад. Строительство не предусмотрено дошкольного учреждения. И дефицита тоже нет. Параметрам, да? Да, да. Ну, надо тоже пояснить, не оставлять. Там же район это у нас Сунжа. Сунжинский. Где Сунжа? Татиев. Ну, ты же там был, да? Кстати, это благородное дело. Когда я был в Адыгее, у меня хорошие отношения с главой республики Адыгея, Кумпилов. И как-то так получилось, там какие-то взаимные у нас там реверансы. И он говорит, ну, подбери место, село какое-нибудь. Я тебе прям площадку спортивную подарю. Мои специалисты приедут, оборудование привезут и поставят. Вот я даже уже подзабыл, да, они уже приехали, да, занимаются вот, там. Да, именно там. Да? 2 площадки, баскетбольно-волейбольная и воркаут-площадка. Когда они заканчивают? Они всю работу начали, сейчас заканчивают земляные работы, но они трудятся. Ну, я знаю, если они обещали, они же адыги. Ну. Гордый народ. Хорошо, это действительно так, но если там нельзя, надо просто пояснить цена, где, вот параметры возьмите у министра, я не знаю, там, это от населения зависит опять? От школьников? Шарипович, потребность зависит от электронной очереди, актуальной, то есть количество детей, которые состоят в электронной очереди. Если их нет, да, то мы не можем потребность. Электронно не зарегистрироваться не могу. Это не актуальная очередь, и мы на федеральном уровне не можем требовать объект. Мы можем на пальцах посчитать, может там больше их? Нет, там дефицит на сегодняшний день не показан. Нет, да? Да. То есть я к чему, не упустите это. Все, спасибо. Пожалуйста. Так, есть еще одно видеообращение. Давайте. Султина вусо, у Мерджиги, центральный Мерджиги, назарный город, назарный Ошбохло вусо, Завхоз вусо. Очень дух вопрос что-то делаем. Хала, очень нахад, надо зарплаты, Ошбох Бохло, уборщиц бы, охранники бы. Очень хаесишь, дух хамет, ламп, да, моющие средства же. Цуяшки, шагу уже ахшевёна, еле-еле зарплаты, тон сосейханс обетта дён зарплат хаес ваш висау, хал дёна администрация дён, мэр города Волшан до этого Урсхана, тон 56 тысяч ахштинт ежемесячно. Из ахштин хасул шушу ахшваладянт. Аш тадяж, из хагалчиж он осол хортон, да лампиш, да кадр, да хал микрофон есть, да мойши средства, да кушать анди пылесос есть. Но ханду очень, а сами ахван, из ахштин сендаяц, аз ваш тадяж дёна. Диван цар вопрос диван со мэр города да два ханусу цар диван лох гухан из десять я уже шушу ашудан аш хасул. Конечно, такое святое дело, Magic Medis, да? И действительно, чтобы вот так вышел человек, который Magic и Бог бежди. Я так понял, там пожертвование получается какой-то. Это город Назрань, да? Да. Вот, вы знаете, я первый раз такого вообще, даже вот, что попрощались в мечети, вот, да, я думаю, там прихожан там много, наверное, да? Только на Ханбитию, да, это Междик его. Я не знаю, как вот в этой ситуации, но если в плоскости бюджета у нас нет таких денег, того нет, но я попрошу Миннац, значит, вникни в эту ситуацию с мэром города, посмотрите, потому что мы не можем вот так вот. Сейчас у нас... Сейчас вот я крамолу не хочу говорить, но все-таки выскажу свое мнение. У нас более 100 мечетей. Вот. И сейчас что-нибудь скажет, что он говорит там, да. Но я скажу вам, что кто-то вот
И вот дал мяш холпыш, да, ну, строит, вот он хочет это, у него душевная потребность. Но я думаю, в этот эмоциональный момент он не думает, а содержать-то как их. Это проблема. У нас возникали вопросы, что вот и газовые там проблемы с этими, да, с мечетями там, с энергетиками, понимаете, вот я просил там, например, благотворительно, вот Вазат Кашмыш, вот сам Ташхоев сделал, там не было же, да, там вообще я зашел, там источник повышенной опасности, там ужас был, там можно было погубить много людей, вот. Но в этой части я думаю, что данные объекты, они у нас не регистрированы. У нас в основном все объекты не зарегистрированы. Значит, вот смотрите, вот это деликатный, тонкий вопрос. Но все-таки вы должны понимать, мэры городов, имамы Сани, я как юрист говорю, проект есть, мы не знаем, как строился, да? Вот балка упадет, не знаем. Вот. Током ударит, заземление есть, не знаем. То есть я вообще изначально предлагал, мы юристам юридически поможем оформить им документы пакет. Понимаете? Ну и, конечно, тигичи, мяждики, прихожане должны какой-то бюджет сформировать, имам должен там сформировать его и сказать, вот на месяц надо столько денег. Надо об этом говорить. Мы это, знаете, вот как страусов песок не получится. У нас их много. И я знаю, построили столько мечетей, а там вообще месяц никто не ходит. Но есть такие. Мы что, делать щиду, вот, и рыцари ходят суш, эмоционально. Но его содержать нужно. Поэтому давайте-ка вот главы района городов, у меня предложение, с имамами вот в своих населенных пунктах переговорите. И, понимаете, они воспринимают, как будто там власть, сейчас что-то такое. Да нет, я предлагаю юридически помочь, зарегистрироваться. Если проектов нет, у нас есть управление, проектное управление вот, при министерстве, да, там, вот Фатахов, я имею в виду Балахоев, проекты помочь делать, документы, пакет документов нужен, понимаете? Придет время, через 10 лет скажут, вообще незаконное строение. Помните это? Власть поменялась. То белый, то красный. Это не откладывайте. Надо способствовать их оформить, помочь им. И надо объяснить им, что это не какие-то там претензии. Но и Миннацу надо с имамом переговорить, посмотреть, сколько там мяждики, кто там, что, вот, с мэром берите. Я вообще стыдно, я первый раз слышу это. Мяждик, мне это вообще не помню. Хорошо? Да. Не откладывайте. Махмуд Алимак Шарипович, давайте сейчас перейдем от частных вопросов наших телезрителей к общим. К вам обращается житель столицы нашей республики Ахмед Арапиев. На территории набережной Магаса строится парк в рамках федеральной программы «Малые города и исторические поселения», за что мы вам очень благодарны. Вопрос такой. На данной территории под парк построили павильоны без документов на землю, без разрешительной документации, без отвода участков. Мы неоднократно обращались в прокуратуру, просим вас дать развернутый ответ, как и на каком основании начали возводить эти объекты. И срок сдачи этого парка был определен в 2023 год. Почему объект до сих пор не готов? Хотела выразиться. Вы знаете, у нас такие ситуации изначально Хамитович, изначально не за столицу думают.
Меня это просто огорчает. Не за столицу, не за красоту, а вот я Хамитович. Вот поэтому и стоят. Это магаз? Да. Ну а почему до генеральной не дошел? Махмуд Ильич, там в действительности проблем таких нет. Там просто, как вы правильно сказали, вот с этим вопросом, наверное, жители интересуются, потому что там все, кто туда не приходит, они все... Нет, ты проглотил все это. Ты как юристу говори мне. Ты же Я поэтому говорю, там... Ну ты говоришь, там проблем нет? Нет, там проблем нет. Там единственное, этот парк, он... Что единственно? Там этот парк предполагает двухэтапное строительство. То есть на первом этапе возводится за федеральные средства облагоустраивается территория, а на втором этапе... Товарищ, кто это? Так, Арапиев Ахмед. Вот бери Ахмеда Арапиева. Я убежден, что Арапиева Ахмеда я не найду, потому что его в природе не существует. Я об этом просто убежден. Так категоричным нельзя быть никогда. Я согласен с вами. Там есть контакты? Категоричным. Ты не на спортивной площадке. Там есть контакты? Контакты. В спортивном зале Если так нужны, вести найдем себя. контакты. Возьми, Да, я контакты, сказал, адрес потом есть, всё есть. проверишь, подтвердишь и потихонечку скажешь. Красиво. Вы знаете, я очень его искал, но не нашел. А сходу вы мэр города и столицы. Вы должны быть очень правильно вести себя. Не только, все, нету его. Авиак Кырвейс. Знаете, возьми, я говорю, все, хватит. Я понял. Дайте ему, как его, фамилию, если есть у вас телефон, да? Да, после окончания нашей программы обязательно Да, дадим номер после телефона окончания. и имя, и Вот фамилию. бери, а если не найдешь, тогда скажешь. Исам Амилов из Магаса спрашивает, ожидается ли существенное повышение заработной платы госслужащим в Ингушетии. Для сравнения, в Дагестане она выше на 100%, но тут осведомлен человек, в Кабардино-Балкарии на 50%. Нет таких данных. Нам, во-первых, больше всех повысили. Да? 200, где у нас Минфин? Да? Сколько нам, Шарип? Мы в этом году повысили на 20% госслужащим заработную плату. Это примерно соответствует всем республикам Северного Кавказа. Так. Да. Тем не менее, у нас немножко меньше, потому что и налоговый экономический потенциал республики ниже, чем у других соседних республик. А ведь если Кабардино-Балкарии, я сейчас не буду, у Олега Борисовича, может, есть сбор налоговых платежей, сбор земельного налога, домовладений, все формы налогов. Сколько у нас? У них доходы 15 миллиардов рублей, налоговые и налоговые доходы. Угу. Кабардино-Балкарии? Кабардино-Балкарии, да. А у нас мы в разы увеличили, но у нас 9, да? Да. Но у них население... Ну, 9 у нас было в прошлом году за счет... 9 миллиардов мы достигли в прошлом году за счет разового поступления от Акрополя. Помните, миллиард... Да, я помню. Да. А в этом году мы ожидаем где-то около 8 миллиардов. Консолидированный бюджет. Скажите, а в Осетии сколько? В Осетии 12. Порядка 12 миллиардов, да. Может, я ошибусь немножко. Ну, в общем, да нет, я не к тому. Я к чему говорю, что у нас же там сегодня 1,5 миллиарда же нам добавили на зарплату, да, в следующий год. Да, это компенсация, частичная компенсация на заработную плату бюджетникам. Бюджетник. Это бюджетники, это не госслужащие. Так вот, вот у нас там 16 с рублями, а сейчас у нас будет 19 чем-то, да? А это уже другое, это МРОТ. Другое? МРОТ повышается с 16 до 19, да. То есть у нас повышение сколько будет в 2024 году? Ну, за счет МРОТ мы должны достигнуть МРОТ 19, минимальную оплату труда довести до 19 400. Хорошо, производственное совещание. Я только могу одно сказать. Мы, хотя меры бюджетного принуждения ушли, то есть мы долги расплатили, у нас там остался, садитесь, государственное, это у нас кредит брали там в 17-18 году, там за 2 миллиарда осталось, но это у нас, мы его пролонгировали до 29 года, правильно? И у нас 30, ну вот это вот меры бюджетного принуждения, почему были применены нам 3 миллиарда там 900, по-моему,
Мы 31 миллион последний отдали сейчас в октябре. Но, чтобы мы там, перепад там, мы должны 60 на 40. Доходы должны быть 60, а нам дотации должны давать 40, да? Это тогда вот будет нас, ну, как бы поощрять нас будут. А у нас на сегодня 40 на 60. То есть мы должны бюджет собирать деньги. Мы должны имущество казенное собирать деньги. У нас сегодня объекты, вот, которые есть, я вот Минимущество только, мы уже министры там уже у нас новые, надеюсь, сейчас Вышегуров там наведет порядок. А там ситуация какая? Я один из примеров просто говорю. У нас 15 объектов, оказывается, наш объект арендует кто-то. Знаете, бесплатно. Имущество нашего субъекта отдали в аренду. А сколько в муниципалитетах? Посчитали? Вот сейчас мы по каждому объекту будем разбираться. Почему их отдали? Но мы идем, и теперь надо по каждому факту идти в суд, да? Аздоева? В суд? Расторгать? Понимаете? Отдали бесплатно. Безвозмездно. А это неправильно. Поэтому я думаю, что когда мы, как бы это горько не было мне самому и слышать, нашим уважаемым зрителям, я скажу, пока не будем собирать доходную часть республики, вот ту, какую мы должны, у нас очень плачевное положение будет. Мы не сможем. Чтобы мы достойно жили, нам надо просто оглянуться на себя. Максимально доходную часть повысить. Вот и все. Так, у нас звоночек есть. Я, во-первых, хочу поприветствовать нашего главу республики, пожелать ему добрых и дальнейших продвижений в работе, чтобы было улучшение во всех сферах нашей жизни. И самый главный вопрос города воинской славы, Малгобека, нашего ДК. ДК не работает. Мы все привыкли сюда ходить, в зал, и спектакли здесь проходили. Можно и даже кино запустить, чтобы люди смотрели кино. Здесь занимались дети. А сейчас тишина и непривычно как-то. И для города воинской славы Малгобек ДК, Дворец культуры обязательно должен быть, я так считаю. И, наверное, все наши жители Малгобека и Ингушетии, наверное, так считают. И просьба, первая просьба, чтобы быстрее начали строить новый Дворец культуры Горняков. Горняков, Малгобека. Если возможность есть. Я настойчиво, методично буду ответственность, чтобы мне говорили, видишь, глава говорит. Муниципальный дом культуры? Да. Муниципальный. Что вы сделали как мэр? У нас таких средств нет, чтобы дом культуры Конечно, построить. нет. Конечно, но в 2024 году его вроде с Минстроем у нас разговор был, мы беседовали. Не. Обещают 24 году. Это опять вот 25. Зарина Исраиловна, у нас есть, вы здесь? А вы вообще знаете про этот дом? Да, конечно. Минкультуры. И о потребностях в культурных учреждениях республики знают в Министерстве культуры Российской Федерации. Мы постоянно он не им подаем попадает эти у нас заявки. в план ремонта или что-то? Нет, он уже не подлежит ремонту. Дома культуры в городах не строят уже. Там строят центры культурного развития. Нет, я имею в виду, а он вообще аварийный? Аварийный. То есть его сносить надо? Спасибо. Михаил, кто знает? У нас заключение. Тому назад. Он аварийный, он опасный.
Не, подождите, ну, я понял, я просто вот подтвердиться хотел. То есть его надо сносить? Давно. А? Давно. А можно государственное, коммерческое такое, бизнес, партнерство какое-то? Не знаю, надо просто подумать там, что как это лучше сделать. Сколько гектаров, мэр? Чава, Муса? Сколько гектаров? 50. А? 1,7. 1,7. Да. Сколько нужно, чтобы построить новый? Вы имеете в виду территорию? Да. Территория позволяет там. Она позволяет. Нет, я так к чему говорю? Ну нету. Вот сейчас это говорит там, что вот его надо снести. Значит, вот у нас есть такие ситуации, которые сейчас переговоры там ведем по одной ситуации. Мы отдаем бизнесу, находим и говорим, вот ты его сносишь, потом вот здесь 1,7, а мы тебе 2 даем. Вот ты это строишь, а рядом мы тебе даем построить там, не знаю, кафе, ресторан, который приемлем на территории парка. Давайте так, не хочу это вот под камеру говорить там, да, что у нас прямой эфир. Вы знаете, экономить рекомендую вам. Понимаете? Экономить. Поэтому надо варианты искать. Надо варианты искать там. Я думаю, бизнес, если заинтересован, значит, сказать им, вот мы вот там какую-то часть земли, а вы на этой части земли строите, значит, вот ДК. Конечно, у нас город воинской славы. Конечно, понимаете, но я уж скажу честно, да, мы ведь выкупили администрацию для города. Да? Купили же? Что? Администрацию, здание вам. Все правильно, конечно. Понимаете? Вот представь, город воинской славы, сидели в конторе, макаронной или какой фабрике вы там сидели? ДСК, домостроительный комбинат. Вот. Понимаете, просто, а то здание 2 раза продали, 15 раз перепродали, то есть мы сами дискредитируем себя. И пришлось выкупать здание, потому что я когда туда пошел, поднимался там сам черт ногу сломит. И я говорю, как тут может? И искали здание, то как раз, вот как говорит человек, это же город воинской славы. А какой шикарный парк там. И вообще с историей ведь у нас город-то. Он же настолько красивый, такой, знаете, значимый город. Значимый город. Мы сейчас поднимаем там архивный, мы хотим там, еще много у нас там мыслей есть таких, понимаете? Сколько там погибло. У нас же, по известным причинам 1944 года, последующим там Малгобек, он считался там, как будто ингушей там и не было. Понимаете? Я уж грубо не говорю. Вот. А потом вот сейчас мы восстанавливаем, у нас были, есть, и мы должны исторически каждую там букву найти, каждую, потому что и герои есть. Поэтому город важный. Поэтому я не знаю, вы там министр строительства говорили, но я вам скажу, я бы искал, и если есть предложение, надо переговорить с бизнесом, которым будет это, у вас там серьезный бизнес, серьезные люди, разговаривайте с ними. Но что он нужен, я с ним согласен. Со своей стороны готов перечислить зарплату. За 1 месяц. В пользу ДК. Как только скажете, когда и все. Все, что могу. Махмуд Алимак Шарипович, у нас есть еще один вопрос от жителей. К вам обращается Лейла Исмурзиева из Сунжи, которая проживает по улице Победы, 12. Уважаемый глава республики, не раз пишу письмо вам, хожу на прием в администрацию, писала председателю правительства Ингушетии Владимиру Сластинину о своей проблеме. А в ответ одни обещания. А проблема в том, что незаконно распродали земли и закрыли каналы, вследствие чего у нас каждый раз при сильных дождях наводнение. Улица наша вся в ямах, дорога очень испорчена и после дождей. Тем особенно ситуацию обостряют дожди. Попросила приехать главу Сунжи Аслана Умарова, но в ответ тишина. Прошу привести в порядок нашу улицу. Великолепный вопрос. В свое время
людям раздали участки земли, где пологие с гор идущие воды, снега. Вот. Там природа сделала свои арыки, куда они уходили. Все засыпали, да? Я туда выезжал. И поставили дома, улицы. А вода-то она, как наводнение, как она шла, она там и собирается. Понимаете? Без исследования, без геологии, без ничего, без заключения экологов. Вы понимаете, нарушили всю рельефную среду, и поэтому это много понастроено-то. Понимаете? Я знаю эту тему. Для того, чтобы ему отвезти, сколько тебе нужно? Ну, самое элементарное сейчас это 8 миллионов. Сколько? 8 миллионов. Вот это и самое 8 миллионов. Мы. по трудовой. Вот, пожалуйста, а людей-то принимай. Поезжай туда. Я не должен. Глава, я был у председателя правительства. Это твоя проблема. Вот иди и скажи. Я не то, что ухожу, но поймите, я не собираюсь. Вот что-нибудь случилось, да, глава где? Нет, дорогие мои, отвечайте за свой город. Или зачем вы тогда нужны вообще? Зачем вы должность нужны вообще? Давайте я централизую все. Вместо вас наберу себе по одному заму, а вас всех закрою. И у меня все будет. Буду выезжать, и мои замы. У меня будет 9 замов. Еще плюс. Да еще главы сельских поселений в районах. Вообще 30 человек. Да у меня команда будет. И я работаю это буду делать. Хорошо. А если вы не хотите делать, идите к народу. Объясните. Слушай, я не виноват. Вот этот дом, я тебе землю не давал. Но я стараюсь. Мы с тобой еще год назад говорили об этом. Я хочу вот здесь вот обводный канал сделать. Ты что-то там собирался. Но делать, скажу, но у меня, вот, вы не платите деньги вы не платите налоги мне, дохода у меня нет. Вот. Угу. Есть. Вот бери и занимайтесь. Обязательно встретитесь с администрацией. Передашь мне докладную. И не вздумайте от людей уходить. Если человек приходит, и он мне подтвердит, докажет, что у вас был, к вам приходил, вы его не приняли, или отписку ему сделали, и я его приму. Имейте в виду. Мало не покажется. У нас телефонный звоночек. Да, пожалуйста. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здрасте. Говорите, Алло. пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире. Рада, что смогла дозвониться, так как я хоть так могу себя чувствовать дома. Я живу очень далеко от республики, за 4000 километров. Но программу вашу смотрю стабильно. Хоть так чувствуешь себя дома. Я очень хочу пожелать легкой работы, в первую очередь Махмуду Бакшариповичу, пожелать ему удачи в его нелегком труде. А вам я хочу пожелать, чтобы программа ваша процветала. Спасибо огромное. А вы откуда звоните? Я звоню из города Нефтеюганск, это Ханты-Мансийский автономный округ. К сожалению, Спасибо это очень огромное. далеко от нашей родины. А вопрос у вас Редкость, что спасибо говорят. Ну, Нефтеюганске буду, обязательно я вам там передам привет. Баркалгалт. Спасибо большое. Спасибо. У нас сейчас видео-вопрос. Давайте тоже послушаем. سبساط يسو حيخرو يسو اشت سبساط كنزا سياسة президентке с обращением с халит с ваштаях тун хаж без борса حاجة بقدر يرتمي تكسب صعدة كنزات صغار تدوالت بركل دياري صعد. Ну непонятно, адрес ничего нету, да? Просто жительница просит за всю Сунжу, как я поняла. Ну там же, я же знал, у нас очистные строятся там. Вот как раз Сунжи начинается, идут Троицкая, потом Карбулак. У нас там выделено более 7 миллиардов, да?
4 мы строим там. Вот. Но если я так понял, индивидуально, вот у нас есть, я же говорил, вот очистные мы завод открыли, то есть сейчас заложили там камень, а вообще у нас цех есть. Пожалуйста, заказывайте, приходят и поставят любой дом, хоть школу, хоть на завод. Любой объем они ставят очистные сооружения. Угу. Так, мы в эфире уже 3 часа. Наверное, сейчас передадим слово Зелимхану Калоеву, наш колл-центр. Зелим, какая у вас информация? Да, спасибо, Лейла. Во время работы колл-центра национального телевидения поступило около 300 звонков. Понятное дело, что, к большому сожалению, озвучить все вопросы в ходе прямого эфира не получится, но, тем не менее, абсолютно все вопросы, которые поступили сегодня главе Ингушетии, до завершения прямой линии будут обработаны и доведены до Махмуда Али Макшариповича. И по каждому из них будут даны ответы в кратчайшие сроки. Так, ну, я думаю, мы уже приблизились вплотную к нашему завершению нашей прямой линии. Спасибо огромное тем, кто принял участие в нашей программе. Спасибо огромное всем телезрителям, которые нас смотрели, всем радиослушателям, которые нас слушали, всем присутствующим в студии, компетентным органам, ведомствам, главам муниципальных образований. И, конечно же, заключительное слово за вами. Уважаемый глава, вам спасибо. Слово. Ну, я сразу хотел бы пока Калоеву, которого он пояснил нам, значит, Аздоев Жамбулат Андреевич, берите, значит, все обращения, переработайте вместе с корреспондентами. На основании этого составляйте план. План выполнения или разъяснения, если это невозможно, или переадресация по подведомственности, или по другим районам, городам. Я, во-первых, хотел спасибо сказать всем, вам особенно, что вы вели великолепно данный прямой эфир. Хотел бы спасибо сказать и своей команде, и муниципалитетам, всех, кто здесь присутствует. Ну, вы знаете, я скажу свое мнение. Простых вопросов или таких вопросов, которые как бы несущественны, их нет. Человек свою боль говорит. Но я думаю, значит, вот прямой эфир, вы знаете, надо предмет, я сформулирую это, наверное, уже по-другому, вот хотел с вами, понимаете, надо вот им предметно главам районов, министрам, предметно их должностные регламенты, 131 закон. Надо, значит, вот прям по этому закону спрашивать глав, министра. Понимаете, столько вопросов, они важны, они, ну, я должен их переадресовывать, не потому что я не хочу, потому что тогда мне, я же не зря сказал, я же не иронизирую, но тогда зачем мне нужны мэры, пэры, понимаете? А им легче сказать, что как ждать, у меня этого нету, и все, глава. Слушай, так не пойдет. Я каждый раз буду вам доказывать и спрашивать вас. И вы не думаете, что вы вот так вот один там отбрешетесь или, извините такое выражение. Но так нельзя. Но есть же вещи, там более половины вопросов, которые надо было просто встретиться и сказать, слушай, вот такая ситуация, давайте вот так сделаем, вот так сделаем, вот так сделаем. У меня своих полномочий, ответственности достаточно, и я ее не избегаю. Мне некуда. А вы можете. Я же говорил, ни один ответ или письмо ни в правительство, ни в администрацию, ни гражданину, если жив-здоров глава, никакой зам не должен отвечать. У глав есть вообще факсимиле районов, городов? Есть у вас? Ну, я просто это уже думаю, вдруг кто-нибудь себе сделал. Так вот, вы должны, потому что я запретил канцелярии принимать без вашей личной помощи, если вы не больничными это. Поэтому вот эта программа, она мне вот дает вот такие вещи. Она мне еще дает
задуматься о том, что где у нас управленческая, мы где это пропускаем-то? И в основном боль-то и вопросы, это касается конкретно глав районов городов. И вот я сейчас выезжал в Малгобекский район. Так вот, я вам скажу, вы меня там родственников в следующий раз не собираете? Я по другим везде объеду. По всем городам, районам. Я везде объеду. И давайте готовьтесь. А то собрали там мне своих. Поэтому нах цальник амелди, нах дик бушо. Надо ваш адат ал, ерда ал, вожда ал. Только не уходите. Тем более не игнорируйте их. Нельзя людей игнорировать. Понимаете? И каждый человек, который на должность стал, или немножко денег там где-то наскреб, он свысока начинает смотреть на людей. На честного, порядочного человека, который в действительности просто самодостаточен и счастливее, чем некоторые вот эти вот, которые сверху смотрят на него. Он намного счастливее человек. Ханна чевош, берешь кош, дидя нана кош, щидр дайлуш. Но он счастливый. Поэтому давайте развернемся и будем... Нет такого. И выходных у вас не должно быть. Если у вас есть вопрос нерешенный, у вас не должен быть выходной день. Нету его. У вас ненормированный день, как у меня, как у всех. Выходной день, я блин. Уважаемые телезрители, наши земляки, спасибо вам огромное за то, что сегодня были очень активны. И вам, глава республики, спасибо большое за то, что приняли участие в нашей программе. Всего доброго.